познакомить с одним из наших коллег, Дангуев Михаил Илларионович, руководитель аппарата города Улан-Удэ. Тоже прошу любить и жаловать. Человек с огромным опытом работы, административной работы, хозяйственной работы. Я думаю, он не откажется на какие-то ваши вопросы, просьбы, помощи и так далее. Спасибо. Борис Константинович Бородин. Пригласить президиум. Исполнительный директор Ассоциации Совета муниципальных образований. Ну, добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Значит, много в свое время разговоров об ассоциации было, для чего, зачем и как. Ну, вот, новый состав исполнительной дирекции, будем говорить, при поддержке Комитета территориального развития, специалистов комитета, значит, принял ряд шагов для того, чтобы ассоциация была востребована практически в таком плане. Надо отметить, что в Совет муниципальных образований входит 45 человек, это главы муниципальных районов городских кругов и председатели Совета глав городских и сельских поселений. Вот тот круг, который представляет наш совет. И главная наша задача – представлять интересы муниципальных образований и защищать. Вот следующий семинар, на следующей неделе у нас будет семинар юристов. Это практически наше предложение через Комитет территориального развития, вот, объединить усилия. И поскольку Конгресс муниципальных образований общероссийский сейчас стал выходить с нами на тесные контакты, и там большое поле правовых вопросов. И вы на себе, наверное, это все сумели ощутить. Значит, председатель Совета Пухарев Игорь Валерьевич, глава Северобайкальского района. Ну, первые шаги, конечно, были у нас связаны и с погашением задолженности по членским взносам. Отсюда у нас старую исполнительную дирекцию мы практически провожали полгода, пока мы с ними не рассчитали. Поэтому я бы просил вот эту сразу тему отметить для себя, поскольку, чтобы мы вот функционировали те, которые формы работы мы проводим, они требуют определенных финансовых расходов. Поэтому без этого невозможно. И, безусловно, одной из главных задач, когда мы пришли, и сегодня эта задача остается, это решение оказания содействия по сбалансированности, значит, межбюджетных отношений. Это одна из главных задач, которая вот и была, и практически вот с апреля месяца, в ноябре 2015 года по инициативе глав районов, финансовых органов, через ассоциацию были оформлены обращения к главе, первому заместителю председателя правительства Егорову Николаю Андреевичу, Министерству финансов Путенкову Игорю Юрьевичу о том, чтобы вот все же оказать содействие. В результате чего, ну тут, слава богу, наступил предвыборный период, и была оказана поддержка свыше 700 миллионов рублей для выравнивания бюджетной обеспеченности. Это была инициатива за Советом муниципальных образований, в том числе увеличение сумм на исполнение расходных обязательств как по 15, так и по текущему году. Однако задача сегодня этот вопрос не снимается, вы сами понимаете, он даже вырос на уровень президента Российской Федерации, председателя правительства России, о выравнивании межбюджетных отношений субъектов Российской Федерации. Поскольку было обращено действительно порой, значит, сотни раз доходы одних регионов отличаются от других, как плюсовых, так и минусовых показателей. И сегодня мы просто тоже надеемся, что правительство Российской Федерации этот вопрос рассмотрит и будут внесены какие-то межбюджетные отношения. Значит, вот по сложившейся практике так началось в День местного управления вместе с Комитетом территориального развития, перед тем, как мы его проводили, мы собирали от вас постановочные вопросы, проблемные вопросы организации как местного управления, так и во всех областях. И вот это послужило толчком, и вот при поддержке в свое время консультанта Мусараева Николая Николаевича, который у нас сегодня присутствует, значит, было предложено проводить вебинары таковые по проблемным вопросам. И мы вот при своей той технической поддержке, которая была оказана, значит, такие вебинары начали проводить, и проведено более 20. Но учитывая, что скоростные режимы, значит, интернет вот этих связей, они были различные, и отсюда постепенно пришли уже, значит, к пониманию, что надо переходить на другие формы. И вот пришлось, так сказать, подумать на почве чего и как это можно сделать. И мы обратились в Брестский госуниверситет
Значит, вот сегодня наш оператор, значит, снимает вот это в режиме онлайн даже конференцию, наш семинар. Значит, перешли к записи лекций с обозначением контактных телефонов докладчика, с тем, чтобы потом обратная связь существовала. И такие вопросы сегодня вот в виде лекций, они профессионально организовываются. Единственное, был перерыв на летний период, сейчас эта работа возобновлена. Я не буду перечислять все темы, значит, которые постоят в архивированном порядке. Они на сайте, вот, Татьяна Вениаминовна дальше, когда будет сайт раскрывать, значит, вы посмотрите в том числе. Вообще хотел бы вот спросить и поднять руки, все работаете с нашим сайтом asmo.ru. Я хочу обратить внимание, что это новая платформа, значит, общероссийского такого порядка. Там многие вопросы в автоматическом режиме переходят. И есть полезные ссылки, не выходя из, так сказать, сайта АСМО, можно зайти на сайты других органов власти, как Российской Федерации, так и Республики Бурятия. Это очень, так сказать, удобно и по скорости позволяет оперативно решать все вопросы. И вот 2 марта 2016 года, это небольшой практический срок, с Советом муниципальных образований и БГУ был заключен договор соглашения о взаимной работе. И сегодня вот этот наш семинар, это не что иное, как продолжение для всех отношений. Ну, тем более, вот выиграли торги, где на грантовой поддержке сегодня организован этот семинар. Перечень видеолекций я еще раз говорю не буду. Так сказать, вот сегодня практически вот в октябре было записано новые две лекции, основные изменения порядка планирования и нормирования закупок с 1 января 2016 года. На нашем сайте, это тоже предложение было наше, введен академический курс для вновь избранных глав сельских поселений, где преподаватели Института экономики и управления БГУ дают комментарии к федеральному закону номер 131. Это тоже вот мы такую просьбу высказали, чтобы начитать, поскольку идет постоянное изменение, значит, он в движении, этот постоянный закон, значит, такие лекции также начитываются. Надо отметить, что Конгресс, Общероссийский конгресс муниципального образования, я уже говорил, что стали делать запросы о применительной практике по ряду вопросов. И я благодарю вот юристов, почему мы будем собирать на следующей неделе, и вас, как управляющих делами. Значит, просьба оперативно откликаться на эти постановочные вопросы со стороны Москвы, так скажем. Значит, и мы передаем оперативно туда. Пока обратной реакции, конечно, мы не получили по ряду вопросов. Много вопросов идет от города Улан-Удэ. Вот мы бы хотели действительно им в определенном смысле серьезно помочь. Практически тут городские особенности имеют место быть, поэтому будем надеяться, что Общероссийский конгресс поставит эти вопросы перед соответствием с федеральными органами, где узкие места, как в законодательстве, так и правоприменительной практике, будут расшиваться. Значит, ну и хотел бы просто обратить внимание, вот, с чего начал со взносов, еще раз, Бичурский район, Иволгинский район, Кабанский район, Тарбагатайский район, Тункинский район, города Улан-Удэ, посмотреть все же, значит, вот остатки взносов по текущему году, поскольку со следующего года у нас другая, так сказать, тарифная ставка. В этом плане получается, что с сельских районов будут платить на рубль больше. Так бы. И в то же время вы знаете, что городские и сельские поселения от взносов отменили эту практику, поскольку учитывая состояние бюджетов вот таким образом. Отсюда я просто хочу сказать, что финансовая сторона она немаловажная для того, чтобы мы могли бы больше, так сказать, полезного принести и вам. Вот в том числе так получилось, что глава сельского поселения Гремячинская, значит, это через администрацию, конечно, значит, главы проекта обратилась к финансовой поддержке с выездом в город Нижневартовск для получения медали там, в честь и достоинства, в честь памяти бывшего мэра, который застрелил. Вот такой общероссийская медаль удостоена, получается. Вот, мы оказали финансовую поддержку для поездки.
Я думаю, такие вещи не исключены, когда будут другие, может быть, вопросы, которые пониманием, что в бюджете населения недостаточно средств по согласованию с главами городских районных округов это можно сделать. И вот Татьяне Вениаминовне я представляю, Чемеринская, если она есть немножко сейчас по сайту все это пройдется, для того, чтобы показать вам конкретику наших вопросов. Я открыла. Уважаемые участники семинара, хочу сказать по сайту именно на новом адресе osmo.rf. Сайт разработан ведущей командой разработчиков Российской Федерации, боюсь этого слова, и входит в единую систему, которая также не имеет аналогов в России. Некоторые наработки нашей команды, разработчиков, они включены в корпорации Google в стандарты разработки. И надеюсь, что в дальнейшем при, опять-таки, совместной работе, при получении обратной связи, ваших пожеланий, мы будем какие-то именно последние слова IT-ноты внедрять здесь на сайте. По рубрикам на главной у нас здесь новостная лента, но сейчас пополняется она за счет Общероссийского конгресса муниципальных образований. Самостоятельно я веду ленту, то есть новости. Ну и жду, конечно, от районов, то есть материалов. Новости муниципалитетов у нас система позволяет подгружать автоматически, то есть всегда вы можете, не переходя с сайта на сайт, здесь каждый день увидеть новости других районов, ваших коллег. Опять-таки автоматическая подгрузка идет с тех сайтов, которые технически совместимы с нашей системой, более продвинутых сайтов, так скажем. Лучшие практики, опять-таки, стараемся собирать, ждем от районов, очень надеемся, чтобы материалы приходили. Так, сейчас пока у нас вот Коренский, то Лакинский район наиболее активны в этом плане. Так, есть рубрика информационно-методические материалы, здесь мы собираем, то есть, как вы видите, по заголовкам тоже различные тематики. Раздел видео курсы называется онлайн-обучение. Отзывы, вот у нас пример здесь приведен, город Северобайкальск уже прислали отзывы по видеоуроку, мы размещаем на главной странице. То есть еще раз онлайн-обучение. Вот видеоуроки здесь все в хронологическом порядке подгружены, количество просмотров тоже можно видеть. Ну, вот по статистике, которую мы подбирали, наибольший интерес у нас лидер, по-моему, по обучению дистанционному в Академии народного хозяйства и госслужбы. Тут 1654 просмотра, наибольший пока. Так. Раздел онлайн-обучения. Раздел документов постоянно пополняется. Разбит он здесь комитет Госдумы по вопросу местного самоуправления. Присылают, стараемся, чтобы они периодически регулярно делали свои все протоколы заседаний от народного хурала на уровне регионального законодательства и федерального. То есть можно структурировано все, что удобнее было найти. Так, мероприятия здесь по мере вступления тоже они все ведут в календарь мероприятий. О совете это все понятно. Полезные ссылки, это что, вот о чем говорил Борис Константинович, для вашего удобства, для каждодневной работы, опять-таки, чтобы не искать в интернете, не открывать множество вкладок, все на одной странице, то есть тоже структурировано. Органы госвласти, органы государственной власти, различные ведомства. Ну, например, откройте. Здесь, да, уходит, например, правительство РФ. Экспертные организации здесь можно тоже предлагать, что вы хотели бы видеть, может быть, кому каждый день вы обращаетесь, к какому ведомству, и что есть, можно пополнить. Общероссийские средства массовой информации, которые отражают тематику муниципальной службы. Да, вот мы бы попросили муниципальной России, который Конгресс сейчас выпускает, там тематические материалы, вообще ответы на текущие вопросы, в том числе, надо ли оформлять декларацию для депутатов сельского поселения.
Там ответ на эту тему был однозначно сказано, что надо, хотя поставлено, что и не надо, это уже другая тема. Попросил бы, чтобы вы выписали тоже по одному журналу, хотя бы на район, один журнал хотя бы, где Ну, здесь сразу вот открылось, да? Да. Открылось, то есть Всё можно там открывается, да. и дальше походить по нему, смотреть. Так, вот сообщество. Здесь в ближайшее время по предложению Николая Николаевича мы хотели бы сделать площадку для обмена опыта между управляющими делами. Создать подобную площадку внутри сайта, закрытую, то есть, чтобы именно управляющие делами могли обмениваться своими мнениями, опытом, загружать можно здесь документы и создавать обсуждения. Ну, это в последующем, сейчас не буду, наверное, загружать. Я, наверное, могу каждого из управделами зарегистрировать, чтобы вас не отвлекать, логин и пароль и выслать. Но для этого мне нужно вот на почту, которую я раздала, листы, ваши личные электронные адреса отправить. Хорошо? То есть здесь сообщество будет создано именно для управляющих делами. Да, и такое же мы хотим предложить для юристов. Для юристов, да, в последующем. Здесь вот можно будет общаться, обмениваться опытом. Так, кадровый резерв — это тоже на перспективу, это мы начали сейчас разрабатывать, заполнять, чтобы все автоматизировать. Плюс мы хотели еще автоматизировать и конкурс «Лучший муниципальный служащий», но вот положение почему-то не подпустили с тем, чтобы документы подгружать, не отправлять их по почте или в электронном виде, то есть сразу на сайт зашли, подгрузили, и комиссия, чтобы сразу тоже оперативно оценила здесь, то есть вот эту, уменьшить бумажную волокиту, ну пока мы будем как в тестовом режиме запустим все равно здесь на сайте этот конкурс. Вот это в общем вот по сайту, по сообществу еще раз. Почты электронные на адрес, который указан в письме, я жду. Мы создадим закрытое сообщество. Инструкции дополнительно тоже или там, телефону, или я их напишу по электронной почте, чтобы вы, управляющие делами, смогли общаться. Вот обратите внимание на наш символ Ассоциации Советов муниципального образования. Это своего рода щит, это своего рода защита интересов и в правом поле России и Республики Украина. С территории муниципального образования на карте начальства. Такой символ разработан, принят. Ждем. В целом все. У кого какие-то вопросы, предложения, пожелания? Пожалуйста, вопросы. В целом сайт очень полезный, информативный. Он постоянно у меня на рабочем столе бывает открыт все время. И хотелось бы сказать, что он очень актуален бывает в период кадровых перестановок, особенно вебинары. Нового сотрудника принимаем, включаем вебинар, записи, спасибо вам, что улаживаете, и сотрудник уже новый обучается. Спасибо. Спасибо. У меня вопрос, а вот если мы с самого утра говорим, что у нас в онлайн-режиме семинар идет, раз мы зашли в интернет, сможем сейчас показать сами себя? Да. Попробуйте, покажите. Говорят глаза. В прямом эфире? Сами себя видим? Да. Сами себя сейчас будете сами себя слышать еще. То есть нас слышит вся Россия. Спасибо. Ну, уважаемые коллеги, говоря героем известного мультфильма «До чего техника дошла», да? Наверное, наступило то время, когда мы современные IT-технологии должны применять себя в работе, применять для обучения наших коллег. И вот благодаря креативному подходу и наших сотрудников, благодаря вашей поддержке прежде всего, такой сайт и уже на уровне России, вот Борис Константинович подсказывает, он создан, он действует. Это плоды нашей совместной работы. Поддержка ОСМО, она всегда нами ощущается, и вот с приходом Бориса Константиновича как бы такой новая волна, новый всплеск, толчок к этому межмуниципальному сотрудничеству. Игорь Валерьевич Пухарев, сам как руководитель, тоже очень энергичный, он пользуется заслуженным авторитетом своих коллег,
то есть у наших с вами руководителей, да, углов муниципалитетов. У него заместителем является глава Хоринского района Шрабдержиев Юрий Церепилович. Порой он нас очень здорово выручает, потому что он географически ближе к городу, и он проводит и принимает участие во всех каких-то либо мероприятиях, которые проводятся на уровне республики. Он принимает участие, выступает с докладами, с информацией, ставят они проблемные, в основном это финансовые вопросы перед правительством, перед главой республики. И таким образом, сообща, вот используя межмуниципальное сотрудничество, на площадке ОСМО мы стараемся решать наши, в том числе, текущие вопросы. Вам спасибо за поддержку, мы надеемся, что и дальше будем активно вот в этом поле работать и оказывать поддержку нашему отправлению. Спасибо. Не все, что можно, допустим, официально, там, через администрацию главы и правительства, через КТР, можно сделать как через общественную организацию, ассоциацию. Такое дополнительное правовое поле. Так, ну далее, Намсараев Николай Николаевич расскажет нам об информационных коммуникационных технологиях в работе органов местного управления и немножко информацию о ТОСах. Я скажу, что Николай Николаевич самый уважаемый человек у нас в комитете среди наших ТОСовцев, потому что это один из соавторов, продолжатель ТОСовского движения в республике. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, давайте, наверное, более в телеграфном режиме, у нас и время поджимает, и в то же время сказали, что есть такая площадка. Если будет интересно, да, вы можете оставить заявку, и более детально мы можем провести отдельный вебинар или отдельную видеозапись. Поэтому я в таком телеграфном режиме по информационно-коммуникативным технологиям. Сейчас вы увидели, как бы первой части как раз получилось так, что сайт ассоциации, который мы с Борисом Константиновичем, общая идея такая была, да, внедрение. Первый этап прошли, вот второй этап как раз таки была такая мысль создания сообщества. Да, вот, есть такая у нас проблема, я к тому говорю, что вот сейчас нужно поддержать, запустить сообщество. Есть проблема горизонтальных связей, то есть если главы районов общаются, да, замы общаются, управделами общаются, у нас есть проблема, что, допустим, юрист одной администрации района не общается с другим, да, при этом работу они делают одну и ту же. Те же там административные регламенты и так далее, и так далее. То есть, и, как правило, бывает такая проблема, что не с кем обсудить эти проблемы. Мы сейчас вот хотим на первом уровне запустить для управделами и для юристов, да, а потом постепенно желательно было бы создать такие сообщества для всех. Представляете, насколько это было бы удобно. Я, например, отвечаю за движение ТОСов, да, у меня, например, своя тоже группа появилась, такое сообщество, куда мы включили всех, кто ответственный по ТОСам. И можем быстрее, допустим, какие-то вопросы решать. Они могут какие-то методические поддержки от меня получить, уточнения какие-то и так далее. Поэтому вот просьба осмотреть информацию предоставить и постараться вот это сообщество сделать полезным. Теперь, что касается коммуникативной технологий, 21 век, да, на дворе, и вот сегодня можно посмотреть, везде главенствующую роль занимает Татарстан в плане информационных технологий. При этом не сказать, что это требует огромных вложений, да, финансовых. Сегодня очень многие сервисы, они доступны. Единственная, конечно, проблема у нас те районы, в которых у нас нет хорошего устойчивого интернет-соединения. Но тем не менее, в основном районный центр, как минимум, у нас в принципе интернет есть нормальное интернет-соединение, может быть не такое быстрое, как хотелось, но оно есть. В связи с этим обзор на некоторые решения, которые могут позволить повысить эффективность работы. Это вот в основном мы что идею обучения вебинаров набрали из бизнес-среды, потому что бизнес, как мы знаем, более гибок, да, более гибко отвечает на влияние времени. И вот сегодня такой обзор на CRM есть такое понятие, это контент-ресурс-менеджмент, система управления компанией. Как правило, они заточены на решение бизнес-задач, но тем не менее есть решения, их можно настроить для решения наших задач, в том числе документооборот. То есть у нас есть система SET, но она, к сожалению, не охватывает все сферы, поскольку есть еще письма, которые поступают помимо SET, да, на бумажном носителе. И есть такая проблема, и сохраняемость документов, когда там сгорел компьютер там, и так далее, есть у нас проблемы, когда удаляются документооборота. А вот если это все сохранено
системе CRM, да, это позволяет, во-первых, сохранить документы, во-вторых, это позволяет сделать систему более эффективной по поручению документооборота, по решению задач поставленных там, и так далее. Те же планерки главы, которые вы проводите, тоже можно поручение ставить, и чтобы каждый сотрудник с утра заходил на вот эту в CRM, да, и видел свои поручения и список задач, которые он должен по срокам выполнить. То есть у нас часто бывает так, что специалист звонит, ему говорит, почему еще не исполнил письмо, он говорит, я его еще не видел, начинаем заходить, искать, и оказывается, что оно лежало на столе, время потеряно. Такие решения есть, и здесь я вас нагружать не буду. Вам нужно просто будет, если у вас есть продвинутые такие айтишники, как правило, это системные администраторы, да, им нужно дать поручение, чтобы они посмотрели такие решения. Их достаточно много на рынке, и вот сегодня я хотел бы чуть немножко обзорнее рассказать о нашем российском решении. Bittrex24 называется, это тоже система управления компанией. Сейчас, наверное, к нашей радости, сейчас это решение стало бесплатным. Если раньше было ограничение, до 12 человек можно было поддерживать, да, сейчас это решение стало абсолютно бесплатным. То есть он полностью создает такую внутреннюю систему с поручениями, задачами, с живой лентой. Ну, фактически, как есть элементы социальной сети, где можно там, и плюс есть элементы поручения задач, там, график исполнения, поручений и так далее. Все эти документы можно сюда прилагать. Есть чаты, там можно друг другу так вот звонить, например, ну, то есть все это тоже настраиваемо и может быть внедрено. Плюс ко всему, для вот таких вот решений есть, поскольку это современное бизнес-решение, есть различные приложения для мобильной техники, то есть для у кого там смартфоны на системе Android, iOS, iPhone, планшеты и так далее. Главное у нас районов, да, многие пользуются айфонами, айпадами. Там есть такие приложения, где они тоже могут отслеживать исполнение своих поручений, исполнение исполнительскую дисциплину. И самому специалисту он открывает, у него там, во-первых, это может быть и система задач и поручений, и в то же время там есть общая папка для того, чтобы можно было сохранять документы, с которыми ему потом предстоит работать, то есть общая база знаний. Опять же, к вопросу тому, если поменялись кадры, да, то есть он приходит, у него есть какая-то наработанная база, к которой он обратился, и дальше без потери времени начал работать. То есть вот эти системы можно изучить здесь. Да. Совместная работа с документами, то есть несколько специалистов могут работать с одним и тем же документом параллельно, как бы, тоже ускоряет, повышает эффективность работы. Так, вот лучше хранилище, то, о чем я говорил, что можно создать определенный банк документов, тех же нормативных правовых актов, которые должен знать каждый сотрудник, начиная от должностных регламентов и так далее. Так, электронный ежедневник, вот, система календаря там, и так далее, тоже, чтобы специалисты тоже были в курсе, могли зайти и посмотреть, какие мероприятия в районе проводятся, также занятость, там, руководителей и так далее, все это можно здесь отслеживать. Ну, это второе решение тоже более простое, список задач вам есть. Здесь тоже есть вот такой простой список задач, можно их расписывать как поручения, и также там можно делегировать, то есть тоже зарегистрировать всех своих сотрудников в этой системе, и можно им эти вещи поручать. Так, ну, это пропустим. Если необходимо, то мы отдельно такой курс запишем. Так, я сейчас не буду особо останавливаться. Я расскажу про основной наш вопрос, который вторым стоит, это о республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление». У нас, знаете, конкурс стал достаточно популярным, у нас есть управделами, которые за это направление отвечают, да. У нас прием документов, значит, происходит осенью, до 1 сентября ТОСы подает в районной администрации, до 1 октября районная администрация уже со своими решениями, рассмотрев на районном уровне, на районной комиссии документы, предоставляет документы нам и реестр участников и ведомости свои, да. И если в прошлом году мы считали, что у нас в прошлом году рекордное количество участников, 560 ТОСов участвовало, и мы нашли возможность, дополнительно отстояли увеличение призового фонда, и в прошлом году у нас получилось так, что у нас за бортом не остался никто, все участники конкурса у нас получили призовые деньги. Наверное, это стало таким, наверное, толчком или даже ажиотажем. В этом году у нас небывалое количество
документов 797 ТОСов подали свои заявки. В том числе в категории городских округов 30 заявок. Здесь у нас получается наименьшая, будем так говорить, конкуренция, да, 30 заявок на 29 мест призовых. То есть у них там, один, получается, останется за бортом. Да. В городских поселениях уже посерьезнее тоже конкуренция, 84 заявки на 69 призовых мест. И самая большая, конечно, конкуренция в группе сельских поселений. 683 заявки на 462 призовых места, 221 ТОС у нас, получается, остается за бортом. В связи с этим у нас сейчас будет выезжать комиссия республиканская. Большая просьба отнестись к этому вопросу в определенной мере солидарно и, будем так говорить, критично, да? Есть подозрение, что из этого общего количества заявок есть определенное количество заявок, которые были нарисованы. То есть, как все понимают, это не от лучшей жизни делается, да? Говорят, в России голь на выдумке Петра, глава поселения старается все равно каким-то образом привлечь средства. При этом нужно почему критично отнести? Потому что может возникнуть такая ситуация, что призовые средства получит ТОС, который практически не участвовал, да, в общественной жизни не работал, как правило, а за бортом может остаться действительно рабочий ТОС, который приложил немало усилий, своих людских ресурсов, финансовых средств и так далее, чтобы у нас таких перекосов не было, и в то же время постараться поощрить максимально тех людей, которые действительно проявляют свою гражданскую активность, тех, которые работают на совесть. И еще один момент, мы когда с комиссией будем выезжать, тоже у нас сейчас идут переговоры, договоренность есть с издательским домом «Информполис». Мы будем, естественно, информировать нас об этом. Некоторые из районов, не во все, скорее всего, получится, но во многих из районов мы будем уезжать с группой журналистов, чтобы они в то же время посмотрели работу ТОСов, да, и они будут тоже освещать и в газете «Информполис», и на сайте info.ru, да. Хотим такое освещение придать, поэтому имейте в виду, что будут журналисты, постараемся осветить работу ТОСов максимально. Ну и вот впереди у нас конкурсная комиссия, деньги, как правило, мы распределяем в феврале. И тут еще один момент, который хотелось бы обсудить, особенно, наверное, Куй Федорович, наверное, в курсе. Мы говорили в основном с ответственными по ТОСам. У нас сейчас прокуратура, есть представление прокуратуры, в котором говорится о том, что мы неправильно финансируем ТОСы, мы не можем их напрямую финансировать. Так, таково представление прокуратуры. Теперь, получается, схема, скорее всего, будет меняться. Сейчас мы готовим изменения в нашем постановлении, положении. Деньги теперь будут, также условия самого конкурса не меняются практически, да. Но самый главный момент, то, что финансовые средства, которые придут, это будут средства поселений, которые поселение будет тратить с учетом заявки ТОСа. И здесь вот, наверное, большой и сложный процесс, что там сразу начинает действовать 44-й федеральный закон. То есть те деньги, которые поступили, их нужно будет либо отторговывать, либо проводить некоторые малые закупки. То есть здесь у нас, наверное, немножко начнется торможение в сроках освоения средств. Вот такой момент имейте в виду. Скорее всего, все-таки нам придется пойти на такие изменения, потому что действительно мы в угоду тому, чтобы ТОСы наши живые деньги видели, чтобы поддержать, да, но тем не менее у нас два выхода. Или все ТОСы регистрируют в качестве юридического лица, чего мы сделаем не сумеем и не сможем, потому что их действительно очень много. Представьте, 797 ТОСов зарегистрируют, потом у них начнется ответственность перед налоговой, перед надзорными органами, перед Минюстом и так далее. Второй вариант это, что деньги де-факто ТОСовские, де-юре это деньги муниципального образования, сельского или городского поселения, которое представляет ТОС. И здесь нам тоже нужно будет контролировать, чтобы не было конфликта интересов между главой поселения и ТОСом, да, потому что как только главы поймут, что они могут деньги тратить, то есть это их деньги, они их никуда не перечисляют, а тратят сами, да, там вполне могут возникнуть такие конфликты ситуации, когда глава постарается закрыть самые сложные для себя вопросы. ТОСы хотят площадки, а он, например, сделает там скотомогильники, да, условно говоря.
есть такие моменты, их нужно будет очень тонко контролировать. Вот такие моменты. Основные новшества по конкурсу, ну и основные результаты приема заявок. Вопросы какие-то? Пожалуйста, вопросы, коллеги. Вопросам понятно, да? Ну, вкратце, комментарий сейчас скажу. Действительно, мы вот столкнулись с проблематикой по 44-му ФЗ. Мы пока приостановили согласование, сейчас будем Пылина Станислава Владимировича ставить в известность, Игоря Владимировича Жамбалова, они вдвоем в отпуске. Нам юристы Государственного правового комитета задали эти вопросы напрямую. Минфин будем с ними согласовывать обязательно эту норму. И прокуратура. Самое главное, прокуратура, конечно, с юристами. По опыту прошлых лет и по мере общения с другими регионами нам наши коллеги из других субъектов задавали прямо тупой такой вопрос: как вы финансируете? Вот мы, исходя из вашей нормативки, они брали нашу нормативку, мы, говорит, подсчитали, как вы эти деньги осваиваете. То есть они удивлялись тому, что председатели ТОСов у нас имеют право получать премии, да, на свои сберкнижки, что они деньги там сами оприходуют и так далее. То есть это они нас предупреждали, что у вас могут быть проблемы с той же прокуратурой, с налоговыми органами. Постепенно мы к этому вопросу уже сейчас подошли. То есть сейчас нам жестко этот вопрос ставит. Мы понимаем, что это будут определенные большие трудности перед вами, особенно перед главами поселений. Поэтому наша с вами задача, как мы только нормативку эту примем, с вашей помощью довести до них правильный алгоритм действий. Это и план закупок трудовой. Наша задача будет профинансировать чем раньше, тем лучше, чтобы вы в планы закупок внесли соответствующие корректировки на те суммы, которые вы, возможно, выиграете. Плюс все пойдут конкурсные процедуры уже по 44-му ФЗ. Либо там вы дробите их до 100 тысяч, на прямые договора выходите, либо аукционы, закупка материалов и так далее. То есть трудности есть, да? Сейчас я понимаю, что все мы задумались над этим, но тем не менее жизнь нас заставляет соблюдать эти требования. Лафа кончилась, грубо говоря, заканчивается, поэтому нас ограничивают вот эти жесткие рамки законодательства. Пожалуйста, вопрос. А финансирование когда будет? В следующем году? В начале года, да? В начале года. Ну, может, обычно в феврале, в марте как максимум финансировать. Николай Иванович Атанов как сказал, следующий год 16-й будет хуже, чем вчерашний 17-й, да? Деньги по финансированию, пока проект бюджета еще не сформирован, нам показывают реальное сокращение на 40-60%. Так же, как и у вас. Деньги тосовцев, я думаю, что мы их будем отстаивать. Правительство, наверное, с пониманием отнесется, а у депутатов Хурала рука на это не поднимется. Да? Поэтому, если нам эти деньги в бюджете покажут, мы их защитим, то мы постараемся сразу в первом квартале, февраль-март, вас профинансировать. Мы это все понимаем. И мы с вами понимаем, что ТОСы это у нас самый активный электорат на выборах. Последующие будут. Спасибо. Вопросы? Вопрос. А срок тогда получается с учетом 44-го федерального закона, срок освоения и срок отчетности до 1 октября, да? Ну так у нас до 1 октября. Делегаций нет? Ну максимально до 1 ноября можем, потому что мы в любом случае в этом же году должны потратить. Потом мы же дальше сейчас. Ну, вы опять туда. Да, дальше. Так, еще вопросы? Летом, считаю, разыгрываете, а летом все работают. Они же летом в основном ТОС работают. Согласен. Осенью. Не, ну вот тут вопрос и как раз опять же исполнительской дисциплины. Работы сделали, документально не оформляем, либо же финансисты у вас тянут, либо еще кто-то, либо председатели ТОСов не все документы доносят. Сейчас деньги получаются не через район пойдут, напрямую российское поселение. Не, через район. Нет, ну, через район также, да? Межбюджетка также. Мы в район, поселение. Потом еще нам прокуратура ставила здесь вопрос критичный по тому, что необходимо убрать муниципальный уровень.
де-факто, Муниципальная комиссия. де-юре мы будем этот муниципальный отсев убирать, на бумаге, да, убираем, но тем не менее без вашей помощи, без вашего видения на местах мы с вас будем просить, даже требовать вашу помощь в определении лучших из лучших. Потому что прокуратура говорит, раз вы заставляете районы и поселения пропускать через них деньги, проводить муниципальный фильтр, то вы их должны за это вознаграждать какой-то копеечкой. Ну, то есть делегирование полномочий и так далее. Хотя у нас полномочий нет. Мы здесь с ними категорично не согласны. И от вас не было никаких заявлений, обращений по этому поводу. Поэтому с прокуратурой вот у нас такой острый диалог и ведется. Так, еще вопросы? Скажите, пожалуйста, можно пересмотреть количество мест, чтобы как-то всех поставить в одинаковое положение? Получается, что вот у нас городские округа 1 останется без места, а у сельских поселений 221. Ну, Это что убрать куда-то? согласны, мы с каждым годом эту тему как бы поднимаем, возвращаемся к ней. Но, к сожалению, городские округа у нас всего 2 города, да? Город Северобайкальск, город Улан-Удэ. Мы не можем пока их даже приравнять к городским поселениям, потому что активность жителей в городе, большом мегаполисе, да, в данном случае, ну, по нашим республиканским методам, она намного ниже, чем в сельских территориях, ну, в тех же городских крупных поселениях. Мы не можем сравнить город Улан-Удэ сегодня с Закаменском, с Гусинозерском, к сожалению. Благодаря вот работе городских властей, в принципе, у нас ТОСы в городе живут и работают очень хорошо. К нам приезжают за опытом горожан смотреть соседние регионы. Но тем не менее, вот в Северобайкальском, конечно, город Улан-Удэ намного выше стоит. В Северобайкальске ну, уже не в зачаточном состоянии, но на хорошем старте они только сейчас ТОСы. По сельским поселениям и городским поселениям, ну, как бы, разрыв вы имеете в виду, да, что количество призывов? Мы не ожидали такого всплеска. Мы в прошлом году 560 сделали, разделили всем сестрам по серьгам, да, по 40 тысяч, помните, наверное, да? Самое минимальное 40 тысяч всем участникам практически, кто подал документы. Мы не ожидали такого всплеска. У меня критический такой настрой и вопросы есть к ряду наших сельских районов, которые, может быть, искусственно рисуют количество. Ну, все знают, Закаменский у нас большой берет. Нынче у нас Селенга показала за 106 ТОСов. Другие крупные районы. Мы очень приветствуем деятельность Кабанского района, Заиграевского района, которые ТОСы реально, вот мы сами своими глазами смотрели, и другие коллеги приезжали, смотрели, реально встали такие на хорошие рельсы, и поступательные движения есть. Но тем не менее мы не ожидали такого всплеска. Либо вы дробите ТОСы и показываете их, ну, начали хитрить и количеством хотите взять. Либо же реально у вас ТОСы возрождаются, новые создаются. Ну, вот, поэтому давайте вот тут серьезно, как бы, работа комиссии. Да, муниципальный фильтр надо делать хорошо. Ну и, соответственно, комиссия все 100% объехать, как всегда, не сможет. Мы физически объезжаем 5, 10, 15 ТОСов в районе. И то не всегда. Поэтому, на будущее это нам, конечно, пища для размышления, будем думать. Либо, может быть, от вас давайте предложим, может быть, 200 тысяч откажемся и сделаем там по 100 тысяч и другим. Зато больше наградим. Ну, у нас была такая практика, когда мы, например, за первое место, например, у нас было 250 было. Первые годы, да. Мы потом сократили до 200, а вот те, которые остатки, 50, мы их перераспределили на 4. Можно было разделить? Ну давайте так подумаем. Зачем это бонус в конце концов? В конце концов, состязательность. Тогда состязательности не будет, да? Если это сделать, на следующий год эта цифра еще вырастет. Она еще вырастет. Потом еще дробить, Смысла нет. Ну согласитесь, 28 миллионов было, сейчас 35. В принципе, прибавка есть, да? Нам многие регионы этому завидуют. Это, опять же, это не от хорошей жизни, все мы это понимаем, но тем не менее, ТОСовское движение, у нас понимание есть как лично у Вячеслава Владимировича, так и у большинства депутатов Народного парламента, да практически у всех депутатов. Они молча нас это послушают, даже никаких вопросов нам не задают при защите этих денег на бюджетном комитете, на сессии Народного парламента.
по другим статьям мы бьемся, поверьте мне, мы очень бьемся так, в том числе по семинарской. Да. Так, еще вопросы? Вот я хотел узнать, вот по Битрикс 24, есть ли уже где-то внедренные опыт? Примеры? Пока примеров нету, у меня есть предложение, может быть, с кем-то мы поработали бы совместно. Есть, допустим, в Карбанском районе. Давайте Баргузинский район Давайте возьмем. Баргузинский, потому что я уже там задание дал своему администратору. Он уже нашел Битрикс 24, ну и я ему уже сказал, определил те уже точки, где он должен их расставить. Ну, вот и тут уже по вообще как бы, самой структуре и по там, внутренним вот этим всем как бы, назначениям хотелось бы, чтобы кто-то с кем-то... Давайте попробуем. Давайте попробуем. Ставим себе задачу в течение года это попробовать реализовать. Мы, например, могли бы убежденно начать, да, через какое-то время, через месяц, через 2, через 3, опытом поделиться каким-то. Через год вы бы уже здесь сами доложили о результатах. Давайте попробуем. Нет, вот фонд Дош он стал бесплатным. То есть раньше было ограничение, там 12 пользователей максимально было бесплатно. Сейчас они все эти ограничения убрали. Давайте Баргузинку рубрик Кабанский. Просто мы-то вот новая команда у нас сейчас пришла, я вот столкнулся вот с какой проблемой. У нас вообще вот документооборот просто вообще его практически нет. У нас постоянная проблема. Я вот только сижу, успеваю на телефоне со всех структур. Потом начали делать реестр просроченных документов. У нас там июльские стали вот эти уже распоряжения постановления. Действительно, пора уже давно на такие системы переходить. Да. И я вот сразу как бы понял, что нужно как-то электронный документ. Тут, в принципе, тут самый главный вопрос внедрения. То есть инструменты, да, и самый главный вопрос внедрения и вопрос, как людей заставить им пользоваться. Если их приучить, заставить этим пользоваться. ЦЭДом нас тоже некоторые время приучали. Поднимите, пожалуйста, руки, кто с ЦЭДом более-менее в совершенстве работает, кто через себя пропускает документы через ЦЭД. У нас через ЦЭД практически все справитесь. Кто-то учится, да? Или исполнители? У меня специалист сидит, вообще нормально работает. Хорошо. Ну, ЦЭД, мы тоже ЦЭДа боялись, не то что боялись, было непривычно. Ну, более старшему поколению, конечно, это было и есть тяжеловато, но тем не менее сейчас у нас, в принципе, с ЦЭДом все работают. Сейчас даже последние в органах власти у нас подключил Цехурал. Мы даже ходили, я вот смеялся над ними. Ну, не одним же нам страдать, органам исполнительной власти. Вы уж теперь законодатели, сами помучитесь с этим документооборотом. Ладно, спасибо большое, Николай Николаевич. Еще вопрос, пожалуйста. По Битриксу зашел, все компьютеры в одной сети должны находиться. Нет, не обязательно через интернет работает. Без разницы. То есть стабильный интернет. То есть вы, например, можете, условно говоря, потом себе выбить там планшет, например, выехав сюда, вы можете контролировать отсюда. В этом тоже плюс большой. У меня вопрос по программе СЭД. На Кулькинском районе, то есть СЭД работает только находящие. Отправляем электронную почту. Вам надо тогда письмо на Андронова написать? Можно обращаться в телефонный комитет. Ну как давно? Неделю назад или месяц? Ну, уже давно, когда мы приступили. Наталья Владимировна, на заметку поставьте, пожалуйста, да? Валерию Владимировичу Андронову тогда зададим вопрос, чтобы более ответственно вас отдельно посмотреть. Да, но мы не можем отправить, потому что нас требуют, как бы мы отправляли. Надо этого специалиста отправить. Кябич, Тункинский. Баунт у нас тоже Баунт тоже, да? По-моему, в ряде районов тоже. Ну, может быть, еще и от специалистов зависит, или программный продукт один и тот же. Да, может быть. Там может быть еще какие-то проблемы в настройке. Системный администратор. Да, наш. Хорошо. Все, спасибо, Николай Николаевич. Так, дальше, пожалуйста, Аршалоева Юна Ранидаповна, заместитель начальника управления по кадровой политике администрации города Улан-Удэ. Расскажет о своем опыте кадровой работы в администрации города. Уважаемые коллеги, я бы хотел сегодня вас всех, в вашем лице, поздравить всех наших коллег с Днем работника кадровой службы, День кадровика. Это неофициальный праздник. Тем не менее, он ведет свое начало с 1918 года, когда впервые была
при советской власти организована официально кадровая служба при милиции НКВД. С тех пор вот, сегодняшний день считается днем кадрового работника. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хотела бы рассказать вам о кадровой работе именно в муниципальном образовании администрации города Улан-Удэ. Вообще кадровая деятельность органов муниципальной власти определяется такими основными нормативными документами, да, на уровне Российской Федерации. Да. Вот эти представленные нормативные документы, такие как Конституция, во-первых, также федеральные законы о государственной службе, о муниципальной службе, указы президента о прохождении аттестации, также и профессиональном образовании. И все документы, какими мы руководствуемся на муниципальной службе. Да. Дальше на уровне Республики Бурятия, да, тоже приняты нормативные документы, такие как закон на Республике Бурятия, перечисленные здесь на слайде, да. Также это недавно вышедшее распоряжение главы Республики Бурятия о создании экспертного совета по подбору и расстановке кадров при главе Республики Бурятия. И реестр должностей муниципальной службы служащих Республики Бурятия. Такие основные эти нормативные документы, в чем руководствуется наша муниципальная служба. Вообще кадровая служба в муниципальном образовании включает вот такой большой перечень направлений работы, да, которая в каждом муниципальном образовании должна вестись. Я тут не буду зачитывать, но примерно мы так все представляем, знаем. Да? Это формирование кадрового состава, подготовку предложений по реализации нормативных документов организации, да, и так далее. Основные хотелось бы остановить на основных направлениях по формированию кадрового состава. Это, во-первых, назначение на должности муниципальной службы, да, именно квалифицированных специалистов с учетом их профессиональных качеств и компетентностей. Дальше и содействие продвижению по службе муниципальных служащих, подготовка кадров для муниципальной службы, создание кадрового резерва, оценка результатов работы муниципальных служащих посредством проведения аттестации и применение современных технологий подбора кадров при поступлении на муниципальную службу. Это основные направления, которые закреплены законодательством. Вот, но специфика ежедневной работы кадров, да, состоит из таких направлений, как кадровая работа, делопроизводство. У нас именно у управления по кадровой политике администрации города, да, курируем работников аппарата и структурных подразделений. Да. Дальше второе направление в кадровой работе – это постоянное взаимодействие с муниципальными служащими структурных подразделений и кадровыми работниками по вопросам прохождения муниципальной службы. Третье такое большое направление, которое кадровая служба, кадровая работа – это прием граждан в рамках конкурсных процедур, порядки проведения конкурса на вакантную должность и порядки проведения конкурса на резерв. Четвертое – это работа с пенсионерами и участие в городских мероприятиях. Дальше на слайде представлено, что включает именно по первому направлению, какие основные, скажем, моменты. Это контроль за трудовой дисциплиной, подготовка оформления трудовых договоров, регистрация, ведение табели учета рабочего времени. Это все, которое в рамках кадрового делопроизводства. Ведется работа в администрации. Да? Потом постоянное взаимодействие с муниципальными служащими структурными подразделениями. Здесь хотелось бы остановиться о том, что у нас проводится конкурс на замещение вакантных должностей. Конкурс в целях привлечения на муниципальную службу утверждено решение Улан-Удэнского городского совета 203-14 о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей. В порядке конкурса проводятся две процедуры. Первая – это проверка достоверности сведений, представляемых кандидатами. И второе – это само проведение оценки кандидатов, которое включает в себя тестирование на знание нормативных правовых актов, тестирование на знание информационных технологий. Также это устные вопросы при собеседовании и письменные задания
в ходе собеседования. В настоящее время ведется работа по внедрению системы тестирования на знание русского языка и делового письма. Ну, так сказать, в следующем году, скорее всего, мы уже включим еще одно тестирование. Также хотелось бы остановиться, что управление по кадровой политике является ответственным в реализации подпрограммы развития муниципальной службы. Такая существует программа в соответствии с федеральным законом тоже о муниципальной службе, да, и какие основные включают задачи, подзадачи. Перечислены здесь это формирование кадрового состава, повышение эффективности, престижности муниципальной службы и профилактика коррупции, повышение эффективности противодействия коррупции на муниципальной службе. Вот, в рамках вообще конкурсных процедур администрация города проводит большое количество конкурсов. Да? Вот, если посмотреть, что вот, за 2010 год 509 человек участвовало в конкурсе, да? В 2015 году 626 человек участвовало в конкурсе. То есть порядка 500 человек ежегодно участвуют в конкурсах. В резерве тоже вот, видно из таблицы, да, что ежегодно тоже порядка 300 человек участвуют в конкурсе на включение в кадровый резерв. Хотелось бы остановиться на кадровом резерве. Да? На кадровый резерв в администрации города, да, проводится дополнительно ко всем действующим тестированиям на знание информационных технологий, на знание нормативных правовых актов, действует у нас еще тестирование, психологическое тестирование, да, которое проводит диагностику психологи, диагностику интеллектуальных способностей, организаторских способностей и индивидуально-личностных качеств. Основным методом исследования, который применяется при психологической диагностике, такие являются методики, как краткий ориентировочный тест, 16-факторный личностный опросник Котелло, опросник Томаса, цветовой тест Люшера, также мотивация профессиональной деятельности, методика Замфир, и также есть тест коммуникативные и организаторские склонности КОС. То есть обширное, то есть большое количество психологических диагностик применяется при тестировании на включение в кадровый именно в резерв, который позволяет выявить важные качества личности муниципальных служащих. И еще хотелось бы также остановиться, что в целях повышения, да, вот из резерва можем провести статистику, да, что всего назначено, с каждым годом у нас увеличивается из числа резервов, кого назначили на должность. Да. В 2013, если всего лишь 6, то уже на 2016 год у нас 52 человека назначены в порядке кадрового конкурса, в порядке резерва, назначения на должность. У нас динамика положительная прослеживается по замещению вакансий через резерв. Также хотелось бы сказать, что необходимо совершенствовать муниципальную службу для разработки, как сказать, новых современных технологий. Да? Сейчас, в настоящее время, 2016 года, мы стали принимать прием документов уже в электронной форме. Да? Планируется тоже тестирование проводить в дальнейшем тоже частично по дистанционной форме, возможно, кандидатов при приеме на работу. Также у нас ведется работа по конкурсу в целях совершенствования, возможно, так сказать, дистанционная форма внедрения. То есть она, возможно, в следующем году у нас уже такая дистанционная форма будет внедрена.
Дальше у нас как кадровая служба идет работа с пенсионерами и участие в общегородских мероприятиях. Хотелось бы сказать, что в администрации города накоплен достаточно большой опыт работы с кадрами, да, и по разработке и внедрению различных кадровых технологий и реализации кадровой политики. Да. Вот сейчас мы продумываем, какие могут быть рекомендации в кадровой работе. Да. В перспективе для более качественного отбора кандидатов на муниципальную службу, да, возможно организовать такой кадровый оценочный центр муниципальной службы. Возможно, такой центр было бы организовать и вообще в республике, чтобы это в перспективе создать единую такую сеть для работы с резервом. И в целом внедрение современных кадровых технологий и совершенствование всей нормативно-правовой базы позволит создать эффективный механизм системы муниципальной службы, а применение автоматизированных систем управления кадрами в органах местного самоуправления позволит работать в едином информационном пространстве и получать, для нас самое сейчас главное, получать быструю и качественно достоверную информацию и повысить эффективность работы наших муниципальных образований в целом. Так, вкратце у меня все. Хотелось бы ответить на вопросы, которые... Задавала сегодня вопрос Владимиру Николаевичу. Вы говорите, что вы говорите, вы часто проводите конкурсы на замещение вакантной должности. В какой форме вы должны писать заявление, претендент на замещение вакантной должности, о том, что у него есть странички в социальных сетях, он зарегистрирован там в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках. Как он должен это применить? Я так думаю, что это должно быть именно когда он пишет автобиографию. Возможно, когда при написании автобиографии, когда он представляет о себе личную информацию, да, вот в этой стране, как в автобиографиях, их просить, чтобы они указывали эту информацию о себе. Анкета, Есть у нас же в законе. Там же в анкете дополнительно. В анкете у нас там есть строчка, да, что есть дополнительные следы. Там можно, да, но и также в автобиографии. То есть автобиографию же тоже мы составляем. То есть личное дело же формируется с учетом автобиографии. Если, допустим, в анкете четко есть какие графы заполнять, да, дополнительных сведений всегда можно включить. Или автобиографию. То есть два пути. Ну, пока еще нету, да, точных указаний? Да. У меня второй еще вопрос. Вот, допустим, муниципальный служащий находится в декретном отпуске. И он изъявил желание по заявлению, подал заявление о присвоении очередного классного чина. Как быть? Он же находится в отпуске. Там же в законе написано по заявлению в отпуске, но у него имеется такое желание. Присвоение очередного классного чина. У него классный чин был уже, допустим, нижестоящая должность, да? Почему? По делу Нет, по категории, допустим, второй, первый, на выше, да? То есть у него была первая смена на вторую, допустим, да? Можно привести, он же заявление написал, да? Да, заявление написал. Но он находится в декретном отпуске. Но он должен... У нас имеет основания для отказывания? Я так думаю, что нет, скорее всего. То есть это у него полное право на дачу? Но видите, потом назначение, там же идет у нас как, потом присвоили мы классный чин, да, а там разница потом, она будет уже после декретного отпуска и так далее. Но это его право. Пожалуйста, еще вопросы. Еще при проведении конкурса на резерв, вообще на замещение должности, вы программы какие-то специальные лицензированные или сами какие-то программы составляете? Тестирование? У нас тестирование, да, идет на знание нормативных правовых актов и на знание компьютерных технологий. Два теста сейчас действующих, да. Эта программа мы уже купили где-то в 2010 году, она у нас лицензированная, поставленная. Мы только обновляем вопросы там. Вопросы, которые у нас были утверждены, представлены методические рекомендации Бурятского госуниверситета в прошлом году по вопросам. То есть они были разработаны уже, как сказать, вопросы, которые, возможно, участвуют в конкурсе, в тестировании. И много
претендентов не сдают эти тесты? У нас такого нету, что они не сдают. То есть у нас нету такого порога, что не сдал тест. То есть все, как служащие, ну, как кандидаты, граждане, да, они все участвуют в конкурсе на замещение вакантной должности, да, они все участвуют и сдают тест, он может дать 30 баллов набрать, то есть максимально 100 баллов. По первому тестированию, максимально по второму. Тестирование 100 баллов. Тогда конкурсная комиссия просто берет к сведению эти результаты, Да, учитывает, да? Учитывает эти результаты тестирования. Потом выносит решение в соответствии с рекомендацией собеседования. В положении же может быть сказано порог. А вот в резерве у нас сказан порог. Вот если по конкурсу на замещение вакантных должностей у нас нету порога. То есть все граждане имеют такое же право участвовать в собеседовании, как просто в резерве у нас есть по положению есть порог 70%. Если, потому что у нас, мы посмотрели, у нас очень много в резерве участвует. То есть отобрать уже, сделать пороговое значение мы сделали 70%. Те, кто не сдал 70 баллов, да, не набрал по каждому одному из видов тестирования, до собеседования не допускается. То есть у нас конкурсным на резерв такая градация есть, чтобы уменьшить количество людей, проходящих на собеседование. Это положение, оно было прокуратурой проинспектировано? Да, оно у нас соответствует, да, соответствует. И у нас была проверка прокуратуры, то есть здесь у нас не выявилось. Процент большой из резерва назначается? Ну, табличка. Была табличка. То есть она у нас растет, то есть процент. Мы работаем, кадровая работа идет в направлении, что надо работать с резервом. Если раньше вы видели, что нету, там было достаточно мало количества, сейчас у нас в этом году уже достаточно количество. Абсолютную цифру можете назвать? 70% замещается из резерва или 80%, или всего 10-20%? Ну, процентов 40, наверное. 40, ближе к половине. Да. Еще вопросы? Можно? Проведение аттестации тоже по каким-то программам уже, может быть, у вас есть? Или такие вопросы комиссионные, там, чтобы люди готовились? Да, та же самая программа у нас, да. Тоже программа? Да, у нас та же самая программа установлена, да. Но только если при конкурсе, да, на приеме на работу у нас вопросы, 30 вопросов, да, и достаточно легких вопросов, да, то при аттестации у нас 200 вопросов, да, и они сложные, то есть уже там нарастающие. У нас там, так сказать, достаточно сложные вопросы. Ну, как тестирование, потом еще собеседование. Да, тестирование идет, потом идет собеседование. Результаты тестирования может руководителю администрации. То есть он смотрит, если набрал 70-60 баллов, тоже это вот платная эта программа. Да, это которая лицензирована у нас, установлена в перспективе. Что бесплатно. У важных носителей можете нам эти вопросы для работы? Бесплатно, да. Хотя бы тому важным носителей. Рекомендуемые, это будут звучать рекомендуемые вопросы при проведении аттестации. Пользуясь случаем, вот Михаилу Илларионовичу вопрос задайте. Михаил Илларионович, коллеги хотят вопросы. Я услышал, как раз на осмотр. Хорошо. Да, рекомендуемые для аттестации. Спасибо. Координаты, да, Аршалоева Алина Хайдаповна, телефон сотовый 8 92 5 62 02 37. У меня еще вопрос тоже. У вас такие практики, как бы кадровые практики, да, вот, ротация, наставничество, стажировки применяете, нет? У нас, допустим, по наставничеству, да, наставничество у нас, так сказать, уже разрабатывалось положение о наставничестве, да, но мы его пока не утвердили, это положение о наставничестве, потому что ждем, сказать, что будет на уровне республики положение, и поэтому мы в принципе, проект у нас уже готов. А ротация по горизонтали? Ротация по горизонтали, она у нас не закреплена нормативными документами, да, но то есть у нас идет конкурс. И поэтому, когда мы разговариваем с прокуратурой, да, то есть там же идет замещение должностей, и пока там вакансия получается, да, то есть с вакансией мы здесь у нас еще по положению не отработали. То есть это естественное движение, если человек участвует в конкурсе, он может с одного места работать, да. И мы для ротации используем больше всего резерв, то есть по итогам аттестации и по итогам вообще просто резерва, то есть общего конкурса. Хорошо. Спасибо. Все, да, вопросов нет?
Спасибо Еще один вопрос большое. можно? Алфавитная книга, что такое у вас там написано было? Кадровое дело трудов, введение алфавитной книги. Ну это у нас, допустим, все, у нас есть просто, как сказать, не личное дело, личное дело это мы все знаем, что личное дело. Алфавитная книга для удобства. То есть мы используем ее для того, чтобы это вот реестр должностей, да, то есть быстро поднять какую-то информацию о работающих работниках. То есть она у нас идет в электронном тоже, это реестр должностей в виде алфавитной книги. Я так и не поняла, что это. Нет, у нас вот для удобства, то есть сами мы ведем для себя, чтобы удобно было. Все-таки раньше, вот это было раньше, а сейчас уже работа с реестром идет, когда реестр, у нас в компьютере забит реестр, на каждого служащего поднять, если да, надо нажать, зайти, а у нас есть еще книга, то есть бумажный носитель еще есть, где мы быстро алфавитку подняли, стаж посчитали, то есть и вывели такие, быстро. Позвонили нам, мы сразу же это понимаем, 2 секунды, любую информацию. А вы вот какой автоматизированной системой пользуетесь? Камин. Еще, пожалуйста. А вот когда последняя проверка инспекции труда была? Каковы результаты? У нас проверки по инспекции труда вот, по всем администрациям у нас проходят. Да? В прошлом году у нас были в 3 районах администрациях. Да? И по итогам были, как сказать, основные ошибки, да, какие можно сказать. Это по охране труда. Охрана труда, это ошибка в основном была такая, что в трудовых договорах не было определено место работы. Вот этот момент такой. Дальше было не определено обучение, то есть некоторые структуры вовремя не обучали по охране труда руководителей. Должны были у всех руководителей быть корочки по переподготовке. Вот административки не остались тоже, да? Административки были, но они были уменьшены, то есть они были сначала большие, потом все отрабатывали, шли на уменьшение. Работа с военкоматом у вас как происходит? Потому что недавно мне сотрудник военкомата сказал, что к вам работник, когда приходит устраиваться на работу, он заявление пишет, он должен идти в военкомат и ставить отметку. Но это было уже давно, это обязательно, то есть обязательное условие при приеме на работу военнообязанных. На заявление. Да, на заявление отметка. Это уже было уже 15 лет тому назад. И эта работа продолжается. Хорошо, спасибо. Спасибо за то, что вы рассказали о своем опыте. Успехов. Так, далее Александр Матвеевич Балханов, зав. Кафедры управления персоналом Бурятского, извиняюсь, заведующий кафедрой, извиняюсь, Бурятского госуниверситета. Уважаемые слушатели, вообще кадровая работа, которая, как вы понимаете, она очень достаточно кропотливая, серьезная, да, и много в настоящее время происходит нового. И один из такого нового, что сейчас внедряется, но пока многим еще непонятно, это внедрение профессиональных стандартов. И я думаю, что сидящие здесь слушатели, это руководители администрации глав районов, да, представители администрации глав районов. И от вас будет зависеть, как вы будете поставить и вести в кадровую работу именно подведомственных ваших учреждений именно в районах. И чтобы эта работа была соответствующая. У меня сейчас такой вопрос, обращаясь к вам, слушателям. Что вы используете при оценке персонала? Или какими документами вы руководствуетесь? Может кто-нибудь ответить на этот вопрос? Диплом еще? Трудовая книжка. Трудовая книжка. Ну, медицинская, это заключение, естественно.
А какими справочниками руководствуетесь? Соответствует, не соответствует? Диплом соответствует, не соответствует? Какие? Единый квалификационный справочник и второй справочник, единый квалификационный справочник руководителей, специалистов и служащих. Вот на самом деле здесь то, что вы сейчас сказали, да, вот это вот перечень, да, вот здесь вот, это неформализованные критерии, даже визуальный осмотр претендента на должность, да, это уже критерии оценки специалиста. Кроме того, различные профессиограммы, но, как правило, профессиограммы в практике они не применяются. Да, они должны использовать, вернее, они не должны использоваться, они рекомендуются использовать. Различные требования к должности, дальше модель, профиль компетенции. И, как правило, используют чаще два таких нормативных справочника. Это единый тарифно-квалификационный справочник работы и профессии рабочих. И второй – это квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. То есть человек, занимающий ту или иную должность, мы открываем этот справочник, соответствует, не соответствует. Если, извините, не соответствует, значит нужно сделать так, чтобы он соответствовал. Ну, то есть где-то пройти переподготовку, либо где-то, может, повышение квалификации, либо опыт наработать. Но уже на протяжении где-то 10, чуть больше 10 лет идет процесс внедрения профессиональных стандартов. То есть по своей сути у нас за последние 25 лет поменялось очень многое. Поменялись профессии, ежегодно появляется порядка 2000 новых профессий. А что такое это новые профессии? Они, как правило, в предыдущих справочниках вообще никак не отражаются. Даже та же самая новая профессия, менеджер, да, это менеджер торгового зала, менеджер там, в гостиничном сервисе, а конкретно требования. Его нет. И поэтому сейчас в настоящее время внедряются профессиональные стандарты. Чем же руководствуется? Вернее, это вот здесь приведены несколько нормативно-правовых актов, что уже сделано. Да? То есть это федеральный закон, внесение изменений закона технического регулирования, потом внесение изменений в федеральный закон, в Трудовой кодекс об образовании. Вот на основании вот этого 122 закона от 2 мая 2015 года с 1 июля 2016 года введена статья 195.1 Трудовой кодекс. Там дано уже определение, что это такое профессиональный стандарт и как его применять. Кроме того, с 1 января 2017 года вводится такой федеральный закон о независимой оценке квалификации. То есть хотим мы этого, не хотим, но это уже внедряется в российскую практику. Что же собой представляет профессиональный стандарт? Это именно характеристика квалификации, необходимая работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. И постоянно в настоящее время происходит разработка и внедрение профессиональных стандартов. Полный реестр разработанных и внедренных профессиональных стандартов размещен на сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Вот он представлен на сайте. Но в настоящее время уже разработано 832 профессиональных стандарта. И профессиональные стандарты, они очень хорошо должны взаимодействовать между образовательными стандартами и профессиональными стандартами. Здесь уже в России созданы советы по профессиональным квалификациям. Но я точно знаю, поскольку уже мы отслеживаем на протяжении нескольких лет такую специальность, как управление персоналом, создан совет по профессиональным квалификациям, специалист по управлению персоналом. Он уже идет работа в этом направлении. Вообще говоря, о сфере применения профессиональных стандартов входят
несколько таких мнений, либо с 1 июля 2016 года, да, и в каких организациях. В связи с этим есть такое постановление правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 года за номером 584. Вообще было очень критично, хотели вообще ввести с 1 июля 2016 года однозначно. И именно в бюджетных учреждениях и в коммерческих организациях, чей уставный капитал принадлежит государству, либо органа местного самоуправления и уровень, больше 50% акций принадлежит государству. Но в настоящее, согласно вот этого постановления, там уже сказано, что профессиональные стандарты внедряются по этапу. И этапы, они четко в этом постановлении, к сожалению, не прописаны, да? Но срок завершения этой работы уже является 1 января 2020 года. То есть нам всем, да, совместно с вами предстоит эту работу завершить. И именно советы еще по профессиональным квалификациям, они созданы по конкретной специальности. Если специалист по управлению персоналом профессии, да, это есть совет по профессиональной квалификации специалиста по управлению персоналом. Если это педагог, есть, во многих, во всех муниципальных образованиях есть учителя в школах, есть педагог дошкольного образования, есть такой профессиональный стандарт. То есть надо эту уже работу проводить, и чтобы она была поставлена на регулярной основе. Вообще говоря о макете профессионального стандарта, он имеет определенную такую структуру, здесь уже в которой обобщены обобщенные трудовые функции и трудовые действия. Вообще это связано с тем, что сама кадровая работа в Российской Федерации, и она идет унификация в рамках европейской рамки квалификации. И там уже идет, вся работа идет на такие направления, так называемые дескрипторы, в переводе на русский язык, да, это показатели, направления, да, это умение, знания, общая компетенция. Кроме того, там есть определенные показатели именно профессиональной деятельности. Это как и именно их три. Это сложная широта полномочий и ответственность, дальше сложность деятельности и наукоемкость. Вообще, когда мы с вами уже такой первый показатель, когда возьмем, да, это широта полномочий и ответственности, он определяет общую компетенцию работника и связан обязательно с масштабом деятельности, с полнотой реализации основных функций и с ценой возможной ошибки и последствий. Здесь второй показатель — это как сложность деятельности. Это определяет требования к умениям. Зависит от множественности способов решения профессиональных задач, от необходимости выбора этих способов, и третий — от степени неопределенности рабочей ситуации и непредсказуемости ее развития. Ну и третий показатель — это наукоемкость деятельности. Он уже зависит от сложности и объема используемой информации, от инновационности применяемых знаний и от степени абстрактности знаний. Ну вот здесь вот из 832 профессиональных стандартов, в данном случае я вот несколько взял профессиональных стандартов, которые, наверное, вам пригодятся, если вы такой составили список. Ну здесь вот самое первое, обратите внимание, да, это педагог, педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, основного, общего, среднего, общего образования. То есть уже в детских садах, да, на территории всех муниципальных образований есть детские сады, в школы также на территории муниципальных образований есть. И вот этот уже профессиональный стандарт имеется. На сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации он выставлен.
И эту работу просто-напросто нужно уже проводить. Соответствуют, не соответствуют работники, работающие в детских садах, школах, внедряемому профессиональному стандарту. И вот последнее, вот то, что, да, вот, ну, вот, здесь список достаточно большой, здесь есть психолог в социальной сфере, специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних. Вот здесь я просто список взял, да, и отдельно выделил, что будет, наверное, полезно для вас, и чтобы вы нашли. И вот последнее, ну, поскольку кафедра занимается сферой управления персоналом, мы выделили специалист по управлению персоналом. Сразу скажу, что если с органов государственного управления, муниципального управления такой заинтересованности пока вот я не вижу, а именно с коммерческих организаций, именно с организаций, чьи филиалы находятся в Республике Бурятия, интересуется, соответствует ли их персонал, работники отдела кадров требований профессионального стандарта. А там четко говорится, может быть образование хоть какое, но профессиональная переподготовка должна быть либо специалист по управлению персоналом, либо специалист по аттестации персонала, либо специалист по развитию персонала. А на должности, например, начальника службы управления персоналом, там должен обязательно быть профессиональная переподготовка специалиста по стратегическому управлению персоналом. Но мы еще дальше говорим по уровню квалификации, как в дальнейшем это делается. Если сейчас вот, разные варианты, то сейчас это уже, эта работа уже в России у нас проводится. Ну и здесь вот представлен сайт, да, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и там, где можете спокойно взять и посмотреть тот или иной профессиональный стандарт. Вот как бы это такое основное, что хотел вам сказать, и еще такой момент. Еще хотел сказать, в настоящее время, да, поскольку как таковую используются разные формы системы оплаты труда в разных коммерческих организациях. В советское время использовалась 18-разрядная тарифная сетка. Сейчас такой нет. Да? Но так называемое штатное расписание, оно по действующему трудовому кодексу носит рекомендательный характер. Работодатель может это иметь, либо не может на его усмотреть. Чтобы этого не было, в настоящее время вот приказом от 12 апреля 2013 года разработаны уровни квалификации, да, и они также будут внедряться в ближайшие 2-3 года. Да? Их на самом деле 9. Да? И 9 уровней квалификации от 1 по 9. Если для первого уровня даже не обязательно наличие там, образования, профессионального образования, то для 9 уровня, да, это обязательно наличие высшего образования по уровню магистратуры, а то и ученый степень. То есть и именно каждый профессиональный стандарт, у него свои определенные уровни. У специалиста по управлению персоналом это 5, 6, 7 уровень. Для 5 уровня наличие высшего образования не обязательно. Для 6 наличие высшего образования обязательно на уровне бакалавриата, а для 7 это именно уровень начальники отделов служб управления персоналом, там наличие высшего образования, уровень магистратуры либо ученой степени. Именно и по всем 3 уровням должна быть профессиональная переподготовка по направлению специалиста по управлению персоналом.
Ну вот как бы вкратце, что можно сказать, ну что мы можем предложить, наша кафедра может в рамках этого предложить. Ну, мы в настоящее время запустили такую программу, называется именно программа переподготовки в рамках 504 часа, а она в форме именно полной стажировки. Она именно для тех работников, которые работают в службе кадров, в службе управления персоналом различных организаций. И она проводится без отрыва от производства. И такое мы уже предлагаем. Одна будет. Благодарю за внимание. Спасибо. Стоит дать вопросы. Курсы? Ну вот первую группу, которую мы получили, это 30 тысяч. 504 часа. Диплом по профессиональной переподготовке. Именно специалист по управлению персоналом. Время сколько получается? Так, обратите внимание, у нас федеральный закон об образовании использует разные формы повышения квалификации, переподготовки. И одна из форм является стажировка. Это вот наша первая кафедра, которая пошла на это, на свой страх и риск, да. Сразу скажу, занятий на самом деле как таковых аудиторных их нет. Но каждому слушателю назначается руководитель, да, который его курирует. И теоретико-методологические вопросы он определяется с руководителя. Но при этом все эти слушатели, они должны работать именно в этой сфере. В сфере, ну, поскольку управление персоналом именно в сфере управления персоналом. Практический опыт есть, а вот теоретических знаний нет. Ну, вернее, их недостаточно. И поэтому здесь такой синтез теории и практики, да, позволяет, я думаю, пройти переподготовку. Еще вопросы, пожалуйста? Нет? Спасибо, Александр Андреевич. Вас тоже с праздником поздравляем. Спасибо. Ну, причастность же есть же, как преемственность, да? Кадровые работы и персонал. Спасибо. Так, далее. Я бы хотела сделать выступление перед следующим выступлением. Темникова Наталья Владимировна. Спасибо. Первая информация, которую я хотела рассказать, это о конкурсе названия «Лучший муниципальный служащий». Вам сейчас раздадут листочки, на которых подробная информация об этом конкурсе. Значит, само положение сейчас лежит пока на утверждении в прокуратуре. Вот оно должно на этой неделе нам вернуться. Согласование. Да, на согласование. Оно, как выйдет, я сразу объявляю этот конкурс. Все условия по конкурсу я постаралась здесь в кратком виде расписать. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. У нас изменились номинации в связи с тем, что денежные средства сокращены. Получается, что у нас теперь только две номинации. Это лучший муниципальный служащий в муниципальном районе, городском округе и лучший муниципальный служащий в поселении. То есть две номинации. И призовой фонд вы видите там внизу, да? Еще одно нововведение – это то, что документы принимаются в электронном и бумажном виде. В электронном виде вы отправляете их на почту, на электронную почту Комитета развития, а в бумажном виде со всеми подписями и печатями в натуральном виде присылаете нам. Документы принимаются в течение месяца после объявления конкурса. То есть я вас дополнительно, конечно, буду оповещать. Пожалуйста, не затягивайте, представляйте документы, потому что срок сжался, как бы нам нужно будет их в ускоренном режиме рассмотреть и определить победителей. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – это документы просматриваются, второй этап – это собеседование, как раньше. На собеседовании происходит защита проекта. Проект должен быть небольшой, но он должен быть актуальный и практикоориентированный, да, чтобы было видно, что этот проект внедряется или внедрится в жизнь. Может быть, это какой-то проект, который уже был ранее. Теперь, что касается следующего выступления. Хотелось бы такое выступление небольшое сделать. Я недавно вам рассылала концепцию
кадровой политики в системе государственного муниципального управления. В этой концепции есть такой пункт, который планируется осуществить, это создание кадрового ресурсного центра для системы непрерывной подготовки государственных и муниципальных служащих. Вот основная идея этого центра, что на базе какого-то образовательного учреждения, ну, например, Брянского государственного университета, да, будет создан кадровый ресурсный центр, в котором будут взаимодействовать правительство, учебное заведение, ассоциация, может быть, еще какие-то другие дополнительные общественные организации. И, значит, все эти организации будут работать для того, чтобы улучшить работу муниципальных служащих, скажем так. Да? Значит, основное направление это будет повышение квалификации. То есть этот кадровый ресурсный центр как раз будет заниматься повышением квалификации. Будет создана база резерва управленческих кадров и вообще, может, в дальнейшем, возможно, вообще резерв кадров будет создан. Для того, чтобы нам создать вот эту вот базу основную, решили как бы разработать как бы с помощью специальной программы «Акцесс», которая, в принципе, доступна и она бесплатна, специальную такую формочку, которая позволила бы систематизировать и пользоваться теми данными, которые мы вносим в резерв управленческих кадров. Сами видите, да, что вот эти таблицы бесконечные, которые приходится дополнять, пополнять, переделывать, они очень трудоемкие и очень сложные в обработке. Но здесь вот с Брянским государственным университетом мы попробовали упростить эту работу. И сейчас вам предложат такой продукт, который бесплатный, которым можно пользоваться, который простой в управлении. И мы с вами попробуем им как бы воспользоваться и, возможно, что будем использовать в работе. Анна Юрьевна, да? Да. Осева Анна Юрьевна, преподаватель кафедры экономики и прикладной экономики Госуниверситета, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые участники семинара. Меня уже представили, Анна Юрьевна. Я являюсь главным разработчиком базы данных учета резерва управленческих кадров. Как видим, у нас есть еще соавтор Царенов Рашид Шаминаевич. База данных учета управленческих резервов позволяет оперативно вносить данные по каждому кандидату и также обеспечивает анализ этих данных на основе отчетов, которые будут представлены уже в этой базе. Дальше я хотела бы просто показать, как система работает. Углубляться я не буду, потому что это уже будут функции того создателя, который создавал эту систему, который будет вести ее сопровождение. Первый – это главное окно. Мы видим, что здесь нужно вводить пароли, потому что это личные данные каждого кандидата, поэтому здесь все должно быть зашифровано, предоставлять доступ только тем людям, которые имеют на это право. Для входа есть несколько разграничений. Первое – это для администратора, тот, который все это делает, заходит вовнутрь этой программы. Второй – это просто специалист, который заполняет все формочки по данным по кандидату. И третий специалист – это тот, который анализирует эти данные, имеет право рассматривать отчеты и создавать какой-то дополнительный анализ этих данных. Первое, пароль, мы заходим под администратора, да? Ну, например, мы видим, что он имеет доступ ко всем табличкам, которые были созданы специально для администратора. Здесь мы можем видеть коды данных резерва, дополнительное образование, должность, вход в систему, регионы и так далее. Администратор имеет право создавать и дополнительные таблицы по требованию, которые, например, будут в каких-то стандартах, что нужно для этого кандидата добавить какую-то дополнительную информацию. Также у создателя есть доступ к созданию запросов, форм отчета. Второе для специалиста. Для специалиста первое окно – это у нас все правила заполнения дополнительных форм. Здесь прописано, как нужно заполнять, какое поле нужно заполнять и так далее.
Для упрощения работы системы было предложено создание дополнительных таких выплывающих формочек, которые будут вам подсказывать, что и как дальше делать. Первая форма – это личные данные. Берем какого-то одного кандидата и заносим все личные данные в эту формочку. Здесь есть специальный код, по которому будут обрабатываться данные одного человека. Дальше идет фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, страна, регион, район. Здесь было продумано так, что можно добавлять в эту систему какие-то новые регионы, районы. То есть, может быть, администратор не предусмотрел какие-то дополнительные районы, регионы, поэтому человек может сам внести в эту систему новый какой-то регион. Это очень удобно, чтобы не просить администратора, чтобы он зашел там, добавил, потом мы уже начали вносить эти данные. Дальше здесь же можно вставить фотографию, чтобы было наглядно видно, кто этот человек, семейное положение, адрес проживания, обязательно с индексом. По каждой формочке можно навести на нее, и там будет видно, как заполнять, что именно заполнять, какие данные нужно ввести. Если какое-то поле не будет заполнено, система дальше работать с ним не даст. То есть это также было придумано для того, чтобы человек понимал, что эти данные обязательны для внесения, поэтому их необходимо обязательно вносить. При этом необходимо сохранить и нажать на кнопку «Далее». После идут... И по ходу вопроса можно? Да, можно. Если сайта нету, если электронной почты нету, все это бывает такое. Ну, тогда ставим просто прочерк, и система, да, будет видеть, что какой-то есть, что человек не просто не посмотрел, да, что там нету как бы этого. Он знает, что нету адреса, он хочет поставить пропуск. То есть это запрограммировано? Да, это все запрограммировано. Второе образование, тут тоже все наглядно видно. Каждое поле под названием, уровень образования, все остальное. Там, где стоят стрелочки, можно выбирать уже существующие. То есть не нужно по 20 раз вводить одно и то же учебное заведение. Нажали стрелочку, оно вывелось, поставили, все. Очень удобно, быстро и без ошибок можно вводить эти данные. Опять же, тут можно добавить основное образование, то есть у человека может быть несколько образований, да? Поэтому есть дополнительная кнопка «Добавить основное образование». Дальше опять сохранить и дальше. Следующий уже идет формочка по дополнительному образованию. Здесь все то же самое, но здесь еще количество часов указывается. То есть по курсам обязательно это нужно. Следующая у нас формочка – это должность. По должности здесь есть несколько примечаний. То есть если у человека была какая-то должность и он там проработал совсем немного, то это нужно указать в примечании. Также любые пояснения к этой должности тоже можно указывать в примечании. Опять вот сохранить, написано обязательное сохранение. То есть вы всегда при вводе должны сохранить данные. Без этого система тоже не даст вам дальше работать. Потому что система сначала сохраняет, проверяет, что вы все ввели, потом нажимаем кнопку «Далее» и все хорошо работает. Следующее – это служба в вооруженных силах. Тоже здесь два поля можно вести через стрелочки, тоже очень удобно. Также нужно заметить, что наверху есть специальное поле, которое уже видно, что код, фамилия, имя и отчество, для кого мы заполняем. Иногда бывают такие случаи, что фамилия и отчество поменялось. Это может быть из-за того, что у кого-то одинаковая фамилия и отчество бывает, при этом нужно смотреть на код. Если код совпал с тем человеком, который на самом деле мы заполняем, то все хорошо, продолжаем дальше делать. Следующее – это основная формочка, которая уже заполняется по резерву. Здесь заполняется дата включения в резерв, основания, которые есть, рекомендации. В рекомендациях записывается тот человек, который порекомендовал этого человека на кандидатуру. Следующее – куратор, полностью его данные, и по дополнительным информациям тоже можно вводить любую информацию. Код резерва и район. Также здесь район можно добавлять. После последней формочки у нас есть, опять также сохраняем.
После этого, если у нас есть еще один кандидат, то мы нажимаем кнопку «Далее», «Новый кандидат». При этом у нас начинается с первой формочки личные данные, начинаем заполнять уже на нового кандидата. То есть нам не нужно выходить из этой системы, чтобы опять начать все заново, работать дальше. Теперь рассмотрим формочку для специалиста-эксперта. Здесь представлены отчеты в табличном виде, которые человек может просто посмотреть, либо выгрузить в Excel и там уже произвести дополнительные действия, либо уже для печати посмотреть. Запросы, например, отбор по резерву. Все запросы я сделала с помощью вспомогательных всплывающих окошек, чтобы вам никуда не заходить в дополнительные окна. Здесь же можно ввести сразу, какой вам нужно резерв. Вводим единственную буковку, которая прописана здесь, например, П предприятие учреждения. Нажимаем буковку П, ОК. Выходит табличка, в которой уже все видно. Следующее в системе предусмотрено портфолио этого человека. Все данные, все, что вы вводили, есть в этой форме. Эта форма создана по всем кандидатам. Также здесь можно сделать поиск, внизу написано, и найти нужного вам человека. Следующее, здесь я показала схему данных, в которой все эти формы, все таблицы, они друг с другом связаны. То есть, если вы ввели в одну таблицу человека, но забыли ввести в другую, например, формочку как-то пропустили, то система вам не даст дальше работать. Она покажет, что вы не довели данные, и вам нужно будет найти этого человека и внести свои данные дальше. Это тоже создано для того, чтобы, например, человек не подал все данные ваши, но при этом вы должны его внести туда. Поэтому здесь также удобно это сделать. Следующее, здесь при работе с этой базой бывают такие возможности, что нельзя перекинуть с одной базы данных в другую. Например, интернет-соединение не работает. Да? Здесь можно сделать выгрузку импорт-экспорт. Импорт мы загружаем, экспорт мы выгружаем данные. Эти данные выгружаются в Excel в зашифрованном виде. Потом, после передачи, например, на флеш-накопители, мы можем внести эти данные уже в основную базу данных. Все, это была программка. Если есть вопросы, можете задавать. Наталья Владимировна, еще раз комментарий по этой программе. Те данные, которые вы давали по резерву управленческих кадров, с помощью студентов вы пытались туда забить, но они, конечно, там не полные. Сейчас будем уточнять, поэтому вы не удивляйтесь. Как это согласуется с законом о защите персональных данных? То есть это общего доступа не будет, да? Нет, все через пароли, все через да, то есть будет единственный. Кто ее, оператор, кто ее как обслуживает? То есть это как загрузили в базу данных в каждом районе, в том числе у нас, у вас. Отправили мне. И все. А кто будет работать? Системник, да? Или кадровик? То есть забивать, первоначально это забить надо базу, потом только движение пойдет, да? Это направляется мне, я ее буду смотреть по всей плюсы и минусы. Плюсы в том, что это единая база данных. Это единая база данных, и она упрощает, то есть она вот так отчеты формирует, то есть вам самим будет удобно, не надо кого-то найти. И фамилию, вам по этому отчету вышло портфолио. Или надо сбить в определенную группу. Эта программа вам сведет вот эту группу быстрее. Нам ее как-то скинут, и у нас установят ее, да? Как вы дальше работаете? Она вообще, она такая же, как Word, как Excel, то есть та же самая, то же самое. Да, у нас было, когда мы ее начали создавать, мы сразу предусмотрели то, что у большинства компьютеров установлен 2007 год Access, который. Поэтому мы специально сделали на 2007 год, потому что, чтобы не было конфликтной ситуации, и мы могли установить буквально всем тем, кто будет работать с этой базой данных. Мы ее сейчас уже пытаемся забить, но вряд ли сейчас вам объяснили, показали, что мы не увидели. Начнем тогда работать. А вот я не увидел такие графы, как прохождение аттестации, классный чин, рост, динамика. Мы должны взять только те данные, которые с нас требуют резерв управленческих кадров, скажем так, отчетность. А дополнительно можно ввести... Да, можно ввести, если
потребуется, мы, конечно, можем дополнить это Ну, потом. вот это как раз качественная характеристика и будет его служащего. То есть, да, когда действительно прошел аттестацию успешно, неуспешно. Какой его Потом действующий какой разряд. следующий год аттестация и повышение квалификации один раз в год необходимо. Вызов нажал, какие люди не прошли обучение. Сразу они вышли. Это не будет заменять работу прямого кадровика все равно, да, правильно? Помогать? Что одобряем, берем на вооружение, да, дальше пока работаем, либо тестовый режим нам нужен здесь, как? Ну, здесь я хотела бы обратиться к коллегам, вот Анна Юрьевна, в прошлый год она учится в магистратуре, это ее ноу-хау, скажем так, по заданию Натальи Владимировны, вот, те параметры, которые были, она вот сделала, да, и если у вас есть запросы, конечно, можно дополнить это, не проблем, не вопрос. Анна Юрьевна закончила наше направление бизнес-информатика и успешно продолжает. Но единственное, что это все сделано на энтузиазме. Вот я говорю, вот туда авторские права-то. Вот, да, они подают на патент. На патент? Да, тогда это уже становится платным продуктом для нас. Нам как первым этим бесплатно. Мы готовы протестировать на всех муниципальных районах и городах нашей республики. Ну, допустим, я правда для говорил своего района, да, о том направлении, которые мы могли бы заплатить через ОСМО, через ассоциацию, допустим, такие программы. Давайте подумаем. За счет взносов. Это каждого по рублю, но зато программы есть. Хорошо, мы тогда еще думаем над этим вопросом. Все, здесь мы Спасибо. Спасибо большое, Анна Юрьевна. Успехов вам. Будем дальше сотрудничать. Спасибо. Так, Анатолий Иванович, пригласите, я вам прошу. Здесь подошел. Здесь. Уважаемые коллеги, у нас последний выступающий, да, Анатолий Иванович? Добрый день, здравствуйте. Так, уважаемые коллеги, Анатолий Иванович Лукин, руководитель Государственной инспекции по труду республики. Большое спасибо, что вы откликнулись на наше приглашение. Это были пожелания наших коллег с районов. Не только послушать, но и, наверное, обменяться вопросами, да? Вопросами, пожалуйста. Так, ну мы в течение времени, которое действительно сегодня представлено, да, не думаю, что я много постараюсь, конечно, выдать вам информации, но то, что на самом деле происходит, то, что на самом деле есть, я думаю, что будет вам крайне интересно это слышать. Я не знаю, насколько, собственно, администрация главы Республики Бурятия, правительства Республики Бурятия доводит до вас соответствующую информацию, что происходит у нас прежде всего, да, в государственном, муниципальном секторе экономики. Да и, собственно, в прошлом году мы направляли информацию о том, каким образом в отношении глав муниципальных образований происходили соответствующие надзорные мероприятия, что выявлялось, на что следует обратить внимание, прежде всего, поскольку там есть на что обратить внимание, что необходимо предпринять для того, чтобы, наверное, собственно, в муниципальных образованиях, а потом уже и в соответствующих подведомственных учреждениях, так, навести тот самый порядок и уйти, собственно, от того, что нам, собственно, каждый день предъявляют, иногда даже допекают так, представители малого бизнеса и так далее. Потому что в целом у нас сегодня с вами ситуация, конечно, на фоне государственного и муниципального сектора экономики выглядит не совсем приятная, поскольку на эти секторы выпадает 30 и более 30% вверх. И что касается нарушений, тоже там этот сектор экономики стабильно 30-32% в год нарушений на себя, собственно, вытягивает. Это, конечно, неприемлемо. Федеральная служба по трудовой занятости недовольна тем, что происходит непосредственно в этом секторе, потому что есть на это обоснование,
поскольку мы тоже самое так заявляем о том, что на сегодняшний день этот сектор экономики у нас представлен не только полноценными руководителями учреждений, но и имеет бухгалтеров, имеет экономистов, юристов, все соответствующие службы, которые должны были поработать, и, соответственно, тех нарушений, которые выявляются в ходе надзорных мероприятий, попросту не должно было. Ну или, по крайней мере, может быть, они бы оставались, но не в таком значимом числе, что 1/3 нарушений приходится именно на эти секторы экономики. Я, собственно, вот остановлюсь на той информации, которую мы представляли, направляли непосредственно в адрес главы Республики Бурятия. Вы знаете, что в 2014 году, когда, собственно, у нас пошел процесс передачи полномочий по муниципальному надзору подведомственных учреждений, Федеральная служба по труду и занятости дала соответствующее поручение территориальным органам Роструда, чтобы были начаты соответствующие надзорные мероприятия в отношении, собственно, муниципальных образований на территории Республики Бурятия, как и в целом в отношении Российской Федерации. В 2014 году мы непосредственно 6 муниципалитетов проверили, ну и, соответственно, 19 проверок у нас было запланировано на 2015 год. В 2014 году по результатам 6 проверок мы остались крайне недовольны, Роструд тем более. Понимая непосредственно эту ситуацию, мы уже информировали непосредственно 14 августа 2014 года о том, что в 2015 году вот 19 как раз руководителей муниципальных образований, что у вас как раз будут проходить плановые надзорные мероприятия. Двум руководителям так я лично выезжал и встречался, Прибайкальский и Баргузинский район. Однако, собственно, скажу сразу, выводов практически никто у нас ничего не сделал. Собственно, по мероприятиям 2014-2015 года мы официально встречались так в составе Министерства экономики Республики Бурятия, профсоюзов, так, нашего участия на территории Дорогатайского, Заиграевского, Боринского, Иравнинского, Прибайкальского, Тушебирского, Яхтинского района. По результатам этих совещаний лично направлялись конкретные предложения по устранению фактов нарушений трудовых прав граждан, реализации мер по соблюдению работодателями требований федерального законодательства в сфере труда. Ну, мы, собственно, отмечаем, что ни в одном из указанных выше муниципальных образований предложение территориального органа Роструда в части рассмотрения вопроса о возможности участия его представителей в работе муниципальных комиссий по легализации трудовых отношений и заработных плат, комиссий по охране труда не были приняты и рассмотрены. Кроме того, большинство руководителей администрации муниципальных образований не были приняты достаточные меры по реализации предложений тероргана Роструда по изучению норм Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, вступающих в силу с 1 января 2015 года, а также по финансированию муниципальных организаций и учреждений для организации работ по проведению специальной оценки условий труда, по соблюдению государственных нормативных требований охраны труда, в том числе обучения, проверки знаний по охране труда, прохождение медосмотров, прохождение обязательных психиатрических освидетельствований и так далее. Собственно, указывали на то, что обратите внимание на новые составы, на требования, которые теперь выделены в Кодексе об административных правонарушениях как государственные нормативные требования по охране труда. Объяснено было, все разъяснено, приготовьтесь так, сделайте максимум возможного, наверное, чтобы эти проверки прошли более успешными для вас, ну и, соответственно, можно было бы готовить соответствующую информацию для Федеральной службы по труду и занятости. Однако, практически большинством глав у нас непосредственно не приняли. Вот что касается 11 глав, мы сделали специальный упор на это, так, и, собственно, подписали. 11 проверок. Выявлено 144 нарушения трудового законодательства. Между тем мы отмечаем, что среднее число выявленных нарушений на одну проверку составило в муниципальных образованиях 13,9 нарушений, тогда как в целом в республике среднее число выявленных нарушений на одну проверку по итогам соответствующего периода составило чуть более 5 нарушений на одну проверку. Мы, собственно, отмечали, что
многие главы, получив непосредственно предписание для устранения нарушений, соответствующих мер не приняли и, собственно, чем самым зарекомендовали себя уже в иную группу виновных лиц, по которым непосредственно необходимо было принимать дополнительные меры, направленные на привлечение к ответственности за неисполнение предписаний надзорного органа. Ну или те главы, которые у нас не оплатили собственные штрафы, но имели полное право, возможность так применять к ним непосредственно ответственность уже по 20.25 Кодекса об административных правонарушениях. Но в целом, если так кому интересно, 423 тысячи наши главы не захотели заплатить в добровольном порядке, так, соответственно, можно было и хотелось бы, так, федеральный бюджет, соответственно, донести 846 тысяч так, с тех, кто в течение добровольного времени предоставлен для уплаты штрафа, не исполнил указанную обязанность. Ну и что касается непосредственно каждого неисполненного предписания, то же самое. Штрафные санкции до 200 тысяч рублей. Желания ни у кого не было принять те необходимые меры, которые бы действительно свидетельствовали об устранении выявленных нарушений и, соответственно, не влекли бы за собой административное преследование. Что касается позиций, которые по 11 проверкам, собственно, говорим, так, что там выявлялось? У нас выявлены случаи присутствия или замещения должностей муниципальной службы, так, без заключения в письменной форме трудовых договоров, в установленном порядке мы 213 служащих отстранили в установленном порядке от работы. 116 работникам были произведены соответствующие начисления, то есть доплаты, перерасчет, денежная компенсация, и выплачена еще к тому же задержанная заработная плата в объеме более 770 тысяч рублей. Анализ представленных, собственно, работодателями, то есть главами муниципальных образований, результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, результатов спецоценки показал наличие существенных проблем в обеспечении на рабочих местах здоровых и безопасных условий труда. Следует отметить, что работодателями отдельные результаты специальной оценки условий труда не учитывались при реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Ну и, соответственно, вот эти неединичные факты задолженности по заработной плате, как они были выявлены в Бичевском районе и так далее, нарушение сроков выплаты заработной платы, пособий по временной нетрудоспособности, непредоставление животных отпусков, нарушение порядка привлечения к дисциплинарной ответственности, нарушение по порядку оформления трудовых отношений, все это в комплексе так нашло свое отражение в тех самых предписаниях, которые выдавались непосредственно главам муниципальных образований. Выявленные нарушения трудового законодательства они являются и являются недопустимыми, не способствуют целям трудового законодательства, а именно установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защиты прав и интересов работников. Мы отмечали, что у нас главами муниципальных образований не были решены вопросы финансирования мероприятий по охране труда. Установлены факты игнорирования должностными лицами требований законодательства Российской Федерации о труде, государственных нормативных требований по охране труда. Ну и как результат мы непосредственно наложили 47 штрафов на 1 миллион 258 тысяч рублей на непосредственно виновные качества. Что касается выводов, которые мы, собственно, сделали и направили главе республики, они у нас звучали следующим образом. Низкий уровень правовых знаний, правовой нигилизм работодателей и работников в вопросах трудового законодательства, включая прежде всего вопросы государственных нормативных требований по охране труда. Ненадлежащее исполнение должностных и служебных обязанностей ответственными работниками учреждений, прежде всего кадровой, экономической, бухгалтерской службы и специалистами по охране труда. Неудовлетворительное экономическое и финансовое состояние большого числа учреждений, сокращение или полное прекращение финансирования и материально-технического обеспечения по мер по соблюдению государственных нормативных требований по охране труда, отсутствие системы эффективно действующих экономических, административных и правовых механизмов, стимулирующих самих работодателей
к безусловному соблюдению требований законодательства трудовых и непосредственно связанных с ним правах и свободах граждан. Отсутствие подкрепления соответствующими источниками финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда наряду с неоправданными или экономически необоснованным использованием имеющихся финансовых средств и ненадлежащее осуществление самими работодателями контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда, включая муниципальный контроль бюджетных учреждений. И, наконец, последнее, недостаточная пропаганда вопросов трудового законодательства. Вот все, что было, так и непосредственно, я, к сожалению, должен констатировать, так на сегодняшний день остается. В этом году я посетил два района, Баргузинский район и непосредственно Жидинский район. Вот сейчас имею документ, который отправляли мы в марте 2016 года в главе Жидинского района. 5 сентября повторно направляем, так и просим непосредственно рассмотреть то, что здесь прописано на 18 листах, что необходимо сделать, принять меры, но ничего не сделано. Я так понимаю, не сделал ничего. Поэтому у нас, конечно, правильно, да, сегодня обусловлено и сказано, у нас останутся, так, когда мы будем осуществлять соответствующий федеральный надзор в отношении учреждений, надеюсь, Жидинского района, у нас останутся большие свободы. Поэтому сегодня, если вот представители есть, можно было, конечно, прокомментировать саму ситуацию, которая сложилась на территории этого района. Все, что мы писали в 2015 году, в корне осталось и на сегодняшний день в этих двух муниципальных образованиях. Есть финансовые средства, как они потрачены, я говорю, мне, конечно, тяжело смотреть, когда миллионы денег, которые вам с трудом выдают на ту же спецоценку, так, на обучение персонала, сегодня прошли мимо прошли. Люди оказались практически не обучены. Да. Все ваши эти фантазии на дистанционное обучение, когда вам высылают диск, так, который вы якобы прочтете там потом, отложив и так далее и тому подобное, так, они остаются для вас же наказуемыми. Все эти спецоценки, которые вы сегодня так заоблачно, когда к вам специалисты даже не выезжают, а высылают вам пакеты документов, даже несмотря на ваши предприятия муниципальные, ну стыдно смотреть. Потому что люди даже не знают, когда, в какое время, кто был, с чем был, что произвел, какие мероприятия вы будете, и как вы вообще будете непосредственно в дальнейшем все это действительно экономить. Вам специально сегодня так законодатель, федеральный законодатель, так пошел на то, чтобы действительно затратить всего один раз. Большинство ваших рабочих мест действительно пошло бы непосредственно по категории непосредственно безопасных, да, мест по первому, второму классу. Вы 5 лет могли спокойно просуществовать, так, направьте декларацию, эту декларацию через 5 лет могли бы непосредственно пролонгировать, не тратя никакие дополнительные финансовые средства, направив одну бумагу под названием снова декларации. И 10 лет так не поднимать вопрос о том, как у вас на рабочих местах соблюдены те самые безопасные условия труда. Куда вы сейчас потратили деньги, ну просто, я говорю, я сам вопрос когда-нибудь поставлю перед счетной палатой, и Урал так непосредственно этим вопросом заинтересуется. Как ушли эти деньги и почему вы их так просто отдали тем организациям, которые фактически сегодня собрали куш, так, при этом вы ничего даже не знаете, что происходит в этом секторе. Тем более руководители тех самых муниципальных учреждений, детских садов, школ сегодня заложниками остались этой системы, когда мы приезжаем, вопрошаем у них, что же, собственно, сделано. А сделано было так, всех собрали, сказали, да, сделайте то-то, то-то, вам привезут в чемодане вот эти пачки документов. Это, собственно, у вас и произошло. То, что вы сегодня даже не можете сказать, какое число так, тех же учреждений государственного, муниципального сектора экономики так провели эти мероприятия, выполняют эти мероприятия, какой объем финансовых средств сегодня всего лишь требуется, да, на выполнение этих мероприятий. Посмотрите, какие суммы они нам сегодня заявляют, когда мы рассматриваем административные дела. Но это попросту перекладывание с себя обязанностей на
иные органы, включая муниципальное образование. Смешно читать эти объяснения руководителей, которых вы назначили в муниципалитетах или там, которые работают у нас на государственных должностях. Это ваша персональная работа, она вообще не требует никаких финансовых средств, это надо сесть и, собственно, поработать над документами, так, а не просить их у бюджета, так, и платить самоназванным организациям, которые якобы предоставляют услуги, так, суммы, которые, извините меня, превышают 100 тысяч рублей и так далее и тому подобное. А это все легко уходит из бюджета в руки, извините меня, тех, кто просто работает, совершенно хорошо работает в интернете, так, и без особенностей вашего производства, не видя вашей особенности, так, высылают вам пакеты, которые даже просто смешно читать, зачем вы вообще покупаете это все за такие деньги. Все равно разговор у нас рано или поздно выйдет о таких мероприятиях, кто как их потратил, и зачем такие деньги зарасходуют из муниципального или республиканского бюджета. Поймите, разговор об этом есть, стоит, и каждый день непосредственно ставится. Надо сегодня, конечно, для вас доводить информацию, так что, наверное, так, с учетом всех позиций, которые в целом у нас будут со стороны органов надзора по отношению как непосредственно к муниципальному образованию, так и подведомственным муниципальным учреждениям, вопросы будут касаться тех самых штрафов, тех самых видов административных наказаний, которые непосредственно. Первое, что хотелось бы обратить внимание, довести и вы, чтобы поняли, и руководители муниципальных учреждений, так, о том, что мы выносим сегодня к предупреждению, поймите, это не освобождение от административной ответственности. Сам по себе факт предупреждения выступает таким же административным наказанием. И в случае повторности там все начинается от дисквалификации, никто не будет спрашивать, платили вы до этого 1000 рублей, так, или не заплатили вы эту 1000 рублей. Так. Там разговор стоит у нас сегодня серьезный, мы просто сами уже сидим, выжидаем в этой позиции, но, позвольте, у нас есть орган прокуратуры, который сегодня так, то влево ходит, то вправо, честно вам говорю, так, он сам не знает, куда уже, к какому берегу здесь попасть, потому что когда что-то происходит, как акции протеста, там уже всех вроде бы так что-то на латилку направляют, так и естественно так виноваты, что мы вас пожалели, где-то простили, от этих 200 тысяч не потребовали дисквалификации, отстранения, освобождения должностей виновных лиц и так далее. Когда все хорошо, они вроде бы вас защищают, потому что говорят, что ну что же вы там на школу, на сад налагаете штрафы. Когда снова возникает у нас какая-либо ситуация, опять-таки так, ищут инспектора, который непосредственно освободил. Почему-то непосредственно смилостился, почему поступил мягко так, не применил штрафные санкции и так далее. Но все равно, вся динамика с 2015 года, она сегодня уже выстроилась. Так. Судьи, которые сегодня на территории Республики Бурятия есть, к сожалению, судьи действительно не именем Российской Федерации, так, хотя все под этим именем выносится, так, потому что где-то в угоду идет. Я сегодня, допустим, скажу, что по итогам 9 месяцев, но все равно 12 решений судей, которые вопреки позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации, вопреки определению Конституционного Суда Российской Федерации 2015 года, приняли решение о малозначительности, об освобождении от ответственности тех или иных работодателей. Ну, Верховный суд сейчас исправляет ошибки, отменяет все, пересматриваем, выносим то наказание, которое должно быть и так далее. Но все равно уже потихоньку так судьи тоже начинают читать, честно говоря, соблюдать, наверное, так, те самые указания, которые дают вышестоящие судебные инстанции. Это, наверное, хорошо. Так, слава Богу, это доходит до многих работодателей. Они тоже понимают бесполезность, наверное, так, отдельных шагов, трату времени, денег так, в отдельных случаях так, на то, чтобы оспаривать те или иные решения. Наша задача, наверное, не в том, чтобы действительно жестко привлечь, там, наказать и так далее. Здесь задача одна. Так, вперед вас предупреждаем, говорим, что не допускайте так, тех самых нарушений, потому что сегодня действительно штрафные санкции очень и очень большие. Те, кто уже заглядывал в прогноз наших изменений Кодекс об административных правонарушениях, когда вы видите теперь уже обозначены 20 составов, да, и то, как будут непосредственно так ходить эти штрафные санкции, так,
это сложно, я просто не знаю. Вот сегодня, если в целом доводить до вас информацию, я должен сказать, что практически каждая проверка в муниципальном образовании по итогам 2015 года, она вытягивала минимум на 800 тысяч рублей. Если это все еще с 1 января 2017 года опять-таки коснется, так, может быть, кто-то у нас наверху, Ольга Юрьевна Голодец там, или Максим Анатольевич Топилин скажет, давайте еще раз посмотрим, так, что происходит в муниципальном секторе, и мы, собственно, еще раз к вам придем. Но поймите, я не думаю, что вам сегодня так какой-то бюджет заложит именно только деньги на то, чтобы вы платили штрафы за нарушение законодательства о труде или за нарушение государственных нормативных требований по охране труда. Задача перед вами, перед нами, она в целом уже обозначена с позиции распоряжения правительства Российской Федерации от 5 июля 2015 года за номером 1028-Р. Дмитрий Анатольевич Медведев так для нас с вами поведение определил, и, собственно, концепция повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на 15-20 год, она определяет и, собственно, требует от нас, чтобы к 2020 году у нас с вами увеличилось не менее чем на 15% количество хозяйствующих субъектов, которые добровольно реализуют мероприятия по охране труда. И до 2020 года, чтобы увеличилось число до 25% доли хозяйствующих субъектов, использующих механизмы внутреннего контроля за соблюдением трудового законодательства в общем числе хозяйствующих субъектов. Ну, я, собственно, это отдельно выдержки из этой концепции, да? Но вы, собственно, понимаете, да, что в любом случае это число в Республике Бурятия таких субъектов должно быть в том диапазоне, который концепции очерчены, и у нас действительно должны 25% работодателей Республики Бурятия этот контроль поставить, и мы, наверное, к ним просто не должны будем попадать с плановыми мероприятиями по надзору и контролю, в том числе, наверное, с неплатными. Раз механизм внутреннего контроля будет поставлен и работать, мы надеюсь, что, собственно, наше присутствие там не обязательно. Тем более, так что у нас в Республике Бурятия, собственно, ведомственный контроль возложен на соответствующие органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. То есть вы должны точно уже навести порядок на своих территориях, у себя в подведомственных учреждениях, и нам планировать непосредственно мероприятия в отношении муниципальных учреждений, скорее всего, не надо в угловые трубы. Мы сегодня готовы то же самое так уйти от этого, но, по крайней мере, те жалобы, те обращения граждан, которые поступают непосредственно к нам, они иного действия от нас, как планирование мероприятий на следующий год, просто иного не предполагает. Поэтому, если вы сейчас даже в проекте, кто имеет возможность посмотреть, плановых проверок на 2017 год, вы прекрасно увидите большую часть составляющих как раз муниципальных учреждений на территории тех или иных муниципальных образований. Поэтому будьте уже добры, так получите как можно ранее информацию об утвержденных непосредственных планах нашего надзорного органа. Посмотрите предприятия, которые будут подпадать под плановый надзор. Примите необходимые достаточные меры для выполнения этими работодателями всех требований законодательства как о труде, так и требований государственных нормативных требований по охране труда. Прежде всего, обратите внимание на факт действительно проведения специальной оценки условий труда, факт непосредственно обучения специалистов по охране труда. Обратите внимание на те мероприятия, которые связаны непосредственно с обучением по охране труда и контролю за выполнением мероприятий охраны труда, планы, ежегодно реализуемые по улучшению условий охраны труда. Обязательно обратите внимание на медицинские осмотры, от которых нам действительно стыдно, потому что все сегодня практически бюджетные учреждения, работники бюджетных учреждений заявляют о том, что они вынуждены сами своей заработной платой финансировать эти мероприятия ежегодно.
педагоги проходят за собственный счет, тоже нет осмотра для того, чтобы приступить к исполнению обязанностей с 1 сентября каждого года. Обратите внимание и на соответствующее психиатрическое обследование. Это норма, которая у нас действительно стала весьма интересной для многих работодателей. Ну, пока с 1 января 2015 года, что касается самой республики, мы долго ждали, когда у нас Министерство здравоохранения создаст соответствующую комиссию, утвердит положение, поставит вам соответствующие цены, которые вы будете оплачивать этому медучреждению. И вы целенаправленно так будете, соответственно, иметь число работников, которые будут проходить соответствующее психиатрическое обследование. Этому мероприятию, пожалуйста, уделяйте значительное внимание. Некоторые сегодня действительно с усмешкой смотрят на это нововведение. Ну, я вам должен сказать, наверное, ничего у нас смешного нет. Тот, кто читал непосредственно доклад уполномоченного по правам человека за 2015 год, и оно небольшое там предисловие было непосредственно, то непосредственно вы могли бы там прочитать последний как раз пункт, последнее утверждение о том, на что следует обратить внимание, поскольку мы находимся, как вся Российская Федерация, в той самой стадии, когда к 2025 году у нас практически психиатрические заболевания будет в главе 5, присутствует, так сказать, в числе 5 распространенных заболеваний. Мы сегодня это все отмечаем. У нас сегодня на предприятиях, слава богу, пока не в бюджетной сфере, но хозяйствующих субъектов таких примеров более чем достаточно. Вот. Приняли на работу человека, ни с того ни с сего принимает решение. Да. 3 трупа здесь лежит, 4 трупа там лежит. Почему человек это сделал, зачем этот человек сделал, суициды и все прочее. Так, все это каждый день у нас ложится на стол, мы это все прекрасно видим. Дай Бог, пока что это не коснулось наших муниципальных учреждений. Поэтому обращайте, пожалуйста, на это внимание, направляйте людей на соответствующее обследование, освидетельствование и выполняйте те требования, которые относятся к категории нормативных требований. Поймите, что медосмотр, что обучение по охране труда, что медицинское психиатрическое обследование, там штрафы вообще назначаются за каждого работника, в отношении которого не выполнены государственные нормативные требования по охране труда. Мера жесткая. Я понимаю, что каждый из вас сейчас уже в голове просчитывает, что если у вас 50 человек, там, то если неминуемо за каждого сотрудника 15 тысяч рублей вам штраф, да, вот они и начинают складываться, эти самые миллионы, которые загоняют непосредственно любого работодателя в угол, в убогое финансовое положение. Обращайте внимание на все случаи травматизма. Что касается позиции федерального центра, она до вас, эта позиция, надеюсь, дошла, она понятна. Сегодня за смерть каждого человека на производстве 1 миллион рублей у нас возмещается за счет средств фонда социального страхования. Деньги это бесследно исчезать из бюджета не будут, и, собственно, в этом году принятое решение со стороны Генеральной прокуратуры, которым, собственно, и было дано поручение не только производить расследование каждого несчастного такого случая, когда у нас наблюдается смертельный исход, но и, собственно, проводить надзорные мероприятия. В целом, я вам честно говорю, эти мероприятия по совокупности штрафов измерения, они как раз закрывают все расходы фонда социального страхования. Поскольку вы знаете, что практически принято решение так, о том, что с 1 января 2017 года за смерть человека на производстве 2 миллиона рублей ПСС будет выплачивать так, а для шахтера 4, для строителя 3 и так далее по всем категориям. Имейте в виду, что фактически мы будем, мы этого и не скрываем, да? Мы возьмем те самые деньги в виде штрафа и возвратим в фонд социального страхования. В зависимости от того, будет этот несчастный случай со смертельным исходом, получат родственники так и суммы. Да, они получат. Но мы постараемся возместить с этого виновного работодателя все, что было потрачено фондом социального страхования. Это не угроза, это ничего, это просто реалии, с которыми каждый непосредственно должен жить. Тем более, что это все прописано в федеральных законах, и препятствовать этому я просто смысла не вижу.
И не надо, наверное, тратить просто такие суммы. Достаточно пресекать те факты, которые допускаются как работниками, как ответственными лицами, и не допускать этого самого травматизма на производстве. Вот в этом году, когда мы, собственно, пошли по пути, наверное, большие штрафы за смертельный травматизм, мы, правда, впервые за все время так видим, что некоторые испуг, наверное, у работодателей есть. Но мы хотя бы видим в этом случае, так что у нас на сегодняшний день на 35%, поймите, для нас это вообще большой скачок, для всей республики у нас сократилось число несчастных случаев на производстве. Вы сейчас скажете, что работодатели скрывают, соглашусь. У нас ежегодно 10-12 случаев работодатели республики скрывают. В этом году пока закрыли по итогам 9 месяцев 4 случая. Но я так полагаю, что уже многие отрезвели, когда просто миллионы стали выкладывать за простого работника, да? Плюс компенсация морального вреда, которая уже по суду отдельной строкой проходит, да, в виде претензий родственников, там тоже до 4 миллионов сегодня за жизнь человека дают. Я понимаю, что стала какая-то уже положительная тенденция к человеку, так, чтобы действительно этого не происходило. И это действительно оправдано. Поговорим. Так, уважаемые слушатели, будьте добры, задайте вопросы, может быть, они действительно у кого-то есть, может, кому-то еще какая-то помощь непосредственно сегодня требуется, в каком виде, да, в ракурсе в каком, да. Если требуются органы исполнительной власти участия, профсоюзы, давайте мы, имея соглашение, так будем им тогда, собственно, указывать, обязывать, так что есть необходимость так, какой-то еще помощи. Ну а так, если, я говорю, те, кто не хочет непосредственно сегодня вживую общаться с инспектором, боясь чего-то там, что многое скажут, услышат, расслышат, там для себя запишут на будущее, пожалуйста, у нас есть электронный ресурс, как сегодня, онлайн-инспекция. Зайдите, пожалуйста, я вас убедительно прошу каждого, потому что мы 2 года об этом пишем, к сожалению, я приезжаю к каждому главе и говорю, открой непосредственно, допрос труд набери, нашу службу набери, найди онлайн-инспекцию, так, сам для себя просто пройди тест, который непосредственно есть. Там ничего не надо делать. Напиши хоть условное название, хоть как сам главное, напиши для себя. Так, пройди. Заодно увидишь, в чем ты был неправ, в чем был прав. Вы вот сегодня, если все ратуете за электронный ресурс, что не надо вам человека, физического инспектора, да, вы будете работать в электронном ресурсе. Вот сегодня по счетчику посмотрите, 3 миллиарда 600 миллионов вы заплатили штрафов там за свои ответы, которые непосредственно ложатся будут в основу вашего электронной проверки, на которую вы в скором времени просто все будете обязаны проходить. Машина, она, ей без разницы, кто вы, что вы из себя представляете, она выписывает массу по каждому случаю нарушения протоколов, все это фиксирует, пишет. Слава Богу, они вам не будут приходить на ваш адрес, ничего это не надо. Самое главное, 70 опросных листов пройдите, своих инспекторов пройдите, службу и так далее. Сами поймете, над чем вам следует трудиться, что устроить. Так, коллеги, уважаемые, вопросы Анатолия Ивановича? Можно задавать. Инспекции сейчас есть, а вот раньше были закреплены как бы кураторы за районом. И есть они у нас, эти инспекторы, они закреплены, раз в год они у вас появляются в районах, так, по-любому заявляются, появляются, должны зайти в администрацию и непосредственно, наверное, со специалистом по труду, так у вас должность называется, минимум встретиться. Если специалист по труду посчитает нужным, необходимым уделить час времени для главы, ради Бога, так, проходите, встречайтесь, так, общую информацию, в том числе по району, мы стараемся донести. К сожалению, сегодня ваши главные редакторы отказываются так размещать. Естественно, денежку платят. Конечно, просят деньги, да. А мы готовы вам по каждому району в разрезе всей информации, которая, собственно, у нас есть, выставлять ее, общайтесь, разговаривайте, смотрите. Вот те мероприятия, которые мы выездные все равно в отношении 2-3 районов ежегодно проводим, там мы, собственно, направляем полный срез за 10-15 лет, чтобы
поскольку главы меняются, так чтобы было представление, какое движение, в какую сторону, что сделано, хорошего, плохого, в том числе, так самое главное, мы фактически направляем информацию, где повесили предписание, где неоплаченные штрафы, потому что это же большие суммы, поймите, это, ну, вашего ИП магазин, ну, конечно, 200 она даст в суде, поймите, она сегодня в безвыходном положении, потому что либо дисквалификация, либо 200 тысяч. Она, конечно, пойдет на штраф. Но закроет у вас магазин. Кто вам понесет этот хлеб, соль опять? Так это же ваши будут проблемы, сельских поселений и так далее. Легко все закрыть. Еще вопрос, да? Вот 423 тысячи это штраф? Это были не оплачены. Нет, в смысле, это за одно как бы правонарушение или по итогам проверочных мероприятий? Нет, по итогам проверочных мероприятий сегодня, если так в республике, ну, самый большой штраф там касается 1,5 миллиона рублей. Это вообще с 15-го. Должностному лицу, к руководителю Нет, организации. там юрлицо у нас московская фирма, несчастный случай на производстве, где У нас здесь, вы сказали, в республике вариант? Да, 420. В республике вариант, если среди хозяйствующих субъектов 880 тысяч, так будем считать, Улан-Удэнский авиационный завод. Глав мы на такие суммы не наказывали. Там суммы стояли 350, 400 выходили тысячи и так далее. 423, о которых я говорил, это были не оплачены. На сентябрь прошлого года 423 тысячи. Самый большой долг у главы Печорского района. Он долго не понимал, но сказал, все-таки наказали. Он считал, что это траты будут муниципального образования. Мы ему объяснили, что это штрафы персональные. Так, вас как физического, как должностное лицо, не оплатите вы из собственного кармана. Раз много вопросов непонятных и действительно бюджет находится в плачевном состоянии, что вы не можете платить заработную плату, значит, вы заплатите штраф из своего кармана. Потом он все платит. Практика надзорной деятельности в соседних регионах, она тоже вот, в отношении проверок глав муниципалитета аналогична? Аналогично. Если вас интересуют эти позиции, рейтинговые и так далее, на сайте Роструда ежемесячно проходит рейтинг всех инспекций. Так, ну, мы сегодня там по итогам сентября, по-моему, 50-му месту скатились. Основной показатель это, конечно, сумма выявленных нарушений и наложенные административные наказания. Хорошо. Еще, Антон Иванович, вы сказали, что были деньги розданы муниципалитетам, и якобы муниципалитеты на местах бездарно их потратили, кому-то куш отдали и так далее, получили диски, да? Это что за деньги были? Это целевые из республиканского бюджета? Наверное, это деньги муниципального бюджета, которые были предусмотрены на финансирование мероприятий по охране труда, включая прежде всего обучение специалистов по охране труда, и второе – это на проведение специальной оценки условий труда. Коллеги, ежегодно у вас закладывается? Нет. Один раз во сколько? Южнинский район здесь? Здесь? Куда деньги нужны? Не, ну кто со мной беседовал в марте этого года? Это первый зам? Ну да. Ну тут какой разговор? Бургузинский район здесь? Здесь. Ну куда 6 миллионов ушли? Новая команда сейчас он теперь не скажет. Ну спросите просто, куда деньги ушли? Да? В смысле, у нас из бюджета место ушли. Ваши же деньги ушли. Или это... Вы же их отдали вообще частной организации, так? А Где руководитель господин Речинов, не имея даже образовательной лицензии, он заключил с вашим муниципалитетом доблестно, так, соответствующий договор, а потом привез удостоверение НИИ из Иркутска, НИИ труда, так, от господина Байгиреева, такого вы его знаете, да, и распасовали каждому, кто якобы участвовал в этом обучении. Люди фактически не обучились, так, ничего не знают из того, что должны знать и так далее. Что касается спецоценки, как она прошла на территории Бургузинского района, да, обратите на это внимание. Соберите эти, пожалуйста, вот эти состав этих комиссий и хотя бы спросите, да, что у них сегодня на руках есть и вообще. А лучше спросите каждого работника, вот, выборочно на всех предприятиях, где они за эти деньги, извините меня, не выезжая никуда из Улан-Удэ, да, мы высылали вам документ. Потому что по закону у нас каждый работник на момент проведения спецоценки должен присутствовать в этот день на рабочем месте. У вас ни один работник не знает, что даже проходило такое мероприятие. Что это было такое? Это в каком году? Это ваши, я вот только что вернулся
в августе месяце был на территории Баргузинского района. Ну, в сентябре. Вот эти 6 миллионов. Я в курсе, Мельников отдыхал. Но замглавы была на месте, да? Аудитория, которая пришла, она представляла как раз школы, больницы. Нет, деньги-то раздали в 16 году. 16-й год деньги? Ладно. Я Министерство образования просил разобраться с этим фактом. И сейчас УФАС прошу, но УФАС сказал, ладно, деньги метнулись, так что, Анатолий Иванович, простите, мы не будем заниматься, потому что торги не проводятся. Разберитесь с этими фактами, вы поймете, что вы зря их тратите. Да? И мне самое это обидно, что с вас руководители школ, больниц и так далее, к вам предъявляют требования, что вы дайте денег, у нас тогда появятся вот такие документы. Да? Вот эти-то документы вы должны ежегодно сами сдавать на... Там не требуется так очень много даже бумаги, да? Ежегодно. Андрей Николаевич, у вас вопрос есть? Нет? Есть вопросы. Можно печальный опыт Баргузина, например, распространить вот, ну, как 6 миллионов можно. Другие районы, вот, прямо назвав эти фирмы, чтобы мы также не... Я не могу, к сожалению, да, вот эти организации, которые оказывают сегодня услуги, то же самое, как организации, которые находятся в реестре организаций, которые проводят специальную оценку условий труда, говорить, какие из них плохие, да, а какие из них хорошие. Кто с лицензией? Они все с лицензиями, они все узаконены. Это все зависит, наверное, теперь от вашего поведения. Потому что сейчас же они с января 2016 года, они мимо нас проходят. Они работают в Совгисах, то есть Федеральная государственная информационная система, куда они самостоятельно вносят все сведения о результатах этих проверок. Вы, если имеете, конечно, ключи, вы можете зайти. А так, в принципе, да, сегодня никто не веднее, что там на самом деле на секторе происходит. Мы-то ключ имеем, конечно, мы просматриваем, что там происходит, кто заскочил, кто прошел в очередном месяце, да. Потом смотрим иногда декларации, да, которые поступают к нам. Да, действительно, там мы видим, свои вопросы задаем, что где-то с нарушением прошло и так далее. Мы сегодня привлекаем к ответственности этих самых экспертов, которые нарушают ваши права, нарушают федеральный закон при проведении проверки. Но все равно это единичные случаи, которые нам отрывочными сведениями то же самое поступает, и мы стараемся их привлечь к ответственности и заодно, собственно, указать, что смотрите, повторного ничего не будет, будет только работать, принадлежащее на нашем рынке Республики Бурятия. Не вводите вас в заблуждение, не надо. Поэтому здесь не надо ничего печального распространять, на печальном этом учиться вам не придется, у вас просто есть свои деньги, вы расходуете их целенаправленно и требуете качественного предоставления услуги, уж более вы на такие услуги сегодня соглашаетесь. Да? Учите хорошо людей, у вас будет отдача лучше, чем, извините меня, все эти проверки там и все остальное. Да? Некраевский район, Правдивани, Приус, Татьяна Александровна. У нас в прошлом году, в 2015, была проведена проверка. Результаты проверки нарушений не выявлено. Нам было рекомендовано подать документы на получение сертификата добросовестного работодателя. На протяжении года мы подавали документы, ответа не положительного, ни отрицательного нам не поступило. Значит, проект хороший, он был непосредственно задуман так, ну, будем считать руководителем нашей службы Юрием Викторовичем Белецким, да. Сегодня, когда у нас меняются непосредственно приоритеты, подходы, так, Федеральной службой Рострудом проводятся новые мероприятия, готовятся новые мероприятия по замене вот этого проекта декларирования. Да. Поэтому мы отправляли соответствующие запросы, ответы пришли о том, что общественный совет, комиссия там непосредственно работу подготовительную провела, и в этом году они должны вынести окончательное решение, что, скорее всего, вот этот проект, по которому мы ранее совместно непосредственно с профсоюзами и непосредственно торгово-промышленной палатой выдавали эти сертификаты, да, или будем их продолжать все-таки, или не будем. Но они хотят новый какой-то непосредственно, вот на основе вот этого электронного сервиса онлайн, где вы проходите тестирование, да, если все вы удачно проходите, вы будете, скорее всего, подавать в электронном виде, опять же, заявку, да, и получать этот сертификат в электронном виде как услугу. Вот когда пройдете тест, там легко проходить. Это очень хороший тест, я говорю, настольная книга. Даже если никто ни разу не сталкивался с нормами законодательства, да, ну, имея подсказки или что-то, он может сразу для себя спрогнозировать. Пришла беременная, ее можно забить, инвалид пришел, вы совершеннолетний, вы для себя уже лицо будущего вашего
как соискатели на работу, вы здесь видите, пройдете тест и поймете. Все понятно. Лучше опыт заиграевцев применять, да? Поэтому в этом году мы, собственно, не выдаем. Да. У нас больше всего, конечно, обижается РЖД, потому что она намеренно хочет уйти от плановых проверок, поэтому они скопом всеми отделениями РЖД свалили свои заявки и говорят, только не проверяйте. Да, потому что к ним-то жалость никто не проверит, это же муниципальные секторы, не будут там церемониться с ними, да, за те нарушения, которые у них есть. Тем более, что это связано с движением транспортных средств. Да. Поэтому они все прекрасно понимают, и многие это уже поняли, так что лучше продекларировать. Но это, в принципе, хорошее видение, так, не переживайте, это будет все. Хорошо. Для себя предложение можно, да? Ту информацию, которую редакторы не хотят печатать в газетах, вы можете высылать в районы, чтобы на официальный сайт размещать. Мы пытались это. Такая же картина, такая же тишина. Где будем размещать? Вот если хотите, мы к вам подъедем, посмотрим, да, как вы будете. Здесь уже напрямую надо будет состыковаться, да. Ладно, спасибо большое. Так, если вопросов нет, спасибо вам. Всего доброго. Проходите 2 минуты еще.